Добрый день всем, дорогие участники нашего круглого стола. Очень коротко мы, приглашая, каждому из вас говорили о том, кто мы и для чего мы вас приглашаем. Здесь сейчас, поскольку есть и общественная компания ГРТ, есть и другие медиа, которые делают съемку, для всех, чтобы было понятно, вы видите, что наша эмблема «Про Гагаузия» — это инициативная группа, которая объединила вокруг себя единомышленников. А так мы именуемся, инициативная группа движения единомышленников. Это не неправительственная организация, это не политическая организация, это просто инициативная группа, в которую входят неравнодушные жители, проживающие здесь, в Гагаузской автономии. И мы собрались для того, что собираемся и собрались, и будем собираться для того, чтобы обсуждать важные вопросы, которые в повестке дня Гагаузской автономии не звучат, то ли потому, что власти не хотят, то ли потому, что времени нет, мы не знаем. Но мы заметили, мы, как инициативная группа, заметили, что о реформе административно-территориальной в Гагаузии не говорят. И мы подумали, что это неправильно, потому что мы граждане одной республики, одной страны. И если эта реформа внедряется, мы знаем, что очень много господин Гатишан, вы, наверное, знаете, да, у Николая Гатишана огромный опыт работы в местных органах власти, и он неоднократно, как минимум, в наших гагаузских медиа выступал и говорил о том, что мы запаздываем, надо срочно что-то делать, Гагаузия должна это обсуждать. Мы сочли нужным учесть это мнение человека, который работал в местных органах власти, который является доктором, как правильно называется, административного управления, да? Доктор публичного управления, и это важно, как нам кажется. Доктор, и исправляемся, да? Господин Николай Гатишан, доктор административных и политических наук, правильно, да? Так вот, нам показалось, что мнение таких людей очень важно для того, чтобы начинать эти обсуждения. Итак, на сегодняшний день мы пригласили сюда примаров, мы пригласили экспертов, которые на протяжении уже долгого времени в Молдове говорят об этой реформе и представляют разные варианты, правильно ли я скажу, варианты, сценарии внедрения реформ. И мы очень рады, что сегодня с нами находятся эксперты АДЭПТ. Госпожа Инна, здравствуйте, и хорошо, что вы к нам присоединились. Мы очень ценим то, что на предложение инициативной группы откликнулись и господин Полихович, рады вас приветствовать, и Сергей Никовчин, который представляет организацию, которая очень давно и много, как мне кажется, занимается в том числе такими вопросами, которые мы сегодня будем обсуждать. Здесь есть господин Гусейнов, который занимается этими вопросами у нас в Гагаузии, и господин Виталий Кюркчу, и преподаватель Камбратского госуниверситета, и эксперт одновременно, много лет работал в разных структурах, в том числе в исполнительном комитете. Я думаю, что каждому из вас есть что сказать. Тут есть примары сел Бешалма, примар села Кирит-Лунга и мэр города Камрата Анастасов Сергей. И есть, конечно, общественность, которая вот такая неравнодушная. Давайте начнем эти обсуждения. И дальше было бы правильно, я передаю слово нашему коллеге из инициативной группы. Он член нашей инициативной группы, депутат Народного собрания Гагаузии, но в первую очередь это член нашей инициативной группы «Про Гагаузию» Александр Тарнавский. Здравствуйте. Во-первых, спасибо организаторам за возможность пообщаться и собрать людей, которые не просто неравнодушны, но и глубоко разбираются в этом процессе, потому что Гагаузия действительно как будто не обращает должного внимания на эту реформу, которая носит очень масштабный характер, потому что она коснется не просто каждого населенного пункта, не просто Гагаузии, она коснется каждого из нас, здесь проживает по сути. И если вы заметили, что со стороны представителей государственной власти в последнее время звучат противоречивые заявления в части реформы по заработной плате, в части налоговой реформы, потому что не совсем понятно, будут они внедряться или нет, то в отношении реформы местного публичного управления все как раз однозначно, и все заявляют о том, что она неминуема. Поэтому если Гагаузия считает, что эта реформа пройдет как-то не задев нас, то, мне кажется, это глубокое заблуждение. И вот, возможно, сегодня представителей людей, представителей гражданского общества, примаров, экспертов, представителей академической среды, выработать какую-то общую позицию, которая будет и конструктивной, и созидательной, и в то же время насторожит власти в
Грузии к тому, что может произойти совсем скоро. Поэтому мы должны продемонстрировать, что Грузия не занимается саботажем, но мы выступаем за качественную, юридическую, безупречную реформу, которая будет проводиться не в спешке и которая действительно принесет пользу, потому что в центре любой реформы должен быть человек. Поэтому у нас есть определенный алгоритм, как мы будем проводить сегодня встречу. И первым выступающим, первым спикером у нас будет госпожа Елена Гречан, из области государственного управления интернационализации АД. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас за ваше приглашение быть сегодня здесь. К сожалению, господин Бацан не смог принять участие, так как на повестке дня было что-то другое, но я рада быть рядом с вами сегодня. С чего хотелось бы начать? Вопрос, почему я здесь и почему адепт рядом с правительством и поддерживает территориальную реформу, потому что более 25 лет адепт рядом с людьми, во первой очереди по всей стране. Потому что демократия на локальном уровне, она очень важна. И я вам сегодня презентую то, как адепт работает на местном уровне, и не буду затрагивать более, не знаю, вопросы глобального типа. О чем мы сегодня... Я подготовила презентацию, так как мне будет легче выражать свои мысли, потому что мне на русском немножко тяжело говорить, и, пожалуйста, если у меня будут с этими проблемами, помогите, пожалуйста. Зачем нужна эта реформа? Как вы заметили, никто из тех, кто разговаривает о этой реформе, никто из тех, кто общается на эту тему, не могут быть против того, что есть ситуация, которая показывает, что Республика Молдова слишком фрагментирована, и у нас есть на данный момент 892 примарии, которые сервируют или которые работают на 2,4 миллиона жителей. У нас где-то 87% примарий, в которых живут менее, в этих населенных пунктах, живут менее 3000 жителей. И доходы этих малых примарий являются где-то 11%. Мы можем поговорить об этом, и будет господин Горбачев, наверное, который скажет, или насчет данных. Также у нас где-то 34% домохозяйств без воды и канализации. И я вам хочу сказать, что на местном уровне, вот когда мы работаем с мэрами, они именно в приоритетах, для чего они будут использовать стимуленты, которые даются правительством в рамках этой реформы, большинство из них выбирают именно воду, канализацию. Как-то так. Что у нас есть в цели, в концепции, которая была вот с апреля месяца, которую правительство предложило? У нас добровольное объединение и стимул умноженный на 3. Если до апреля стимуленты считались по 1000 лей на каждого жителя, сейчас у нас в 3 раза больше. Я не уверена, что это является тем фактором, который сделал так, что очень много примарий уже инициировали этот процесс. Я покажу чуть-чуть дальше, сколько на данный момент есть примарий и какая ситуация. Порог 3000 жителей, ориентир нормативного этапа. У нас есть другие мнения, что 3000 много, что 3000 мало. Разные были, разные эксперты, разные мнения по поводу этого, но это концепция правительства на данный момент. Конечно же, когда мы вот разговариваем с мэрами, один из важных вопросов для них является, что будет с районами. Очень многие говорят: хорошо, мы
хотим объединяться, но мы хотим, чтобы было и меньше районов, потому что распределение денег зависит от районов и другие вопросы, связанные с этим субъектом. Что предлагает правительство? Это услуги в селах, КУПСы, более 600 услуг и единое окно. Тоже из нашего опыта, например, из первого стимулента, очень многие на местах хотят создать именно эти КУПСы. По крайней мере, у них уже есть примария, где это можно сделать, есть кое-какие-то условия, которые нужно только адаптировать, либо сделать лучшие услуги. Хронология процесса. Об этом, наверное, все знают, и мы не проснулись сегодня утром, и вот нас хотят объединить. Процесс начался еще в 2023 году, когда была одобрена стратегия реформы публичного управления, и она в том числе длится до 2030 года. И те видения в селах, где мы вот сейчас работаем и разрабатываем вместе с местными властями и с лидерами, с советниками местными, которые были делегированы работать в этих рабочих группах, они тоже думают на 30-й год. Вот это видение разрабатывается на 30-й год. В 24-м у нас был старт добровольного объединения, закон, методология, стимулы, тогда и ассоциация ТЭР начала работать рядом с некоторыми примариями. Мы помогали на разных этапах, мы были в разных населенных пунктах, в том числе и в тех двух, которые в 2025 году, первый кластер Львова-Калинешты, был принят закон, и они объединились официально. Были выборы по предыдущей методологии. На данный момент, когда вот в апреле вышла концепция, плюс правительство изменило методологию, и очень многие мэры просили, чтобы они закончили свой мандат. Мне кажется, это было сделано правильно. Так, сегодня мы находимся, да, у нас вот есть уже эти концепции реформ, у нас есть стимул и у нас есть упрощение процедур. В 2027 году у нас местный выбор. Уже в новых блоках, без досрочных выборов, как я говорила. В этом контексте где-то к концу года, получается 1 год до местных общих выборов, нужно будет, правительство должно будет изменить закон 764, будет либо изменен, либо новый закон. На данный момент я не знаю, может быть, есть какая-то информация. И уже будет новый закон, и мы будем знать точно, сколько у нас примарий осталось. Но пока у нас страна так кипит вот этими, я покажу дальше, чем мы занимаемся и что мы делаем на местах. И тут правительство думает насчет некоторых изменений, новая модель финансирования и налог по месту жительства. Вот это то, что на данный момент, вот даже мы, когда вот работаем с местными властями, у них есть идеи, у них есть требования, которые они хотят улучшить, чтобы вот в следующем году насчет этого правительство подумало, и когда будет, и после новых выборов, эти примарии, они стали такими примарии губерничек. Где мы сейчас находимся? У нас из 992 примарии, на данный момент 769 примарий приняли решение об инициировании. Это где-то 86%. Из которых почти 700 примарий это маленькие примарии, это меньше 3000 населения. Но
даже идут они практически те, которые до 1500 населения имеют, большинство из них. На данный момент правительство проинформировало нас, что есть где-то 185 кластеров. Число кластеров меняется. Например, это у меня информация с понедельника, у нас сегодня пятница. Я не уверена, что это последняя информация. А как она меняется? Как она меняется? Ну, например, сегодня как? Ежечасно. Вот, да. Не дадут мне соврать. Вот, например, сегодня у нас пятница и где-то 4 часа. Например, в 10 часов в нескольких населенных пунктах были взяты децизии об инициировании этого процесса. Решения, да, взяли. Мы не знаем вот прямо сейчас, сколько из них. Может, последние месяцы понятно, что сейчас активизировались. Вот последний день. Ну, не то, чтобы последний месяц, но последняя неделя, ну вот именно сегодня мы точно не знаем, сколько их. То есть Да. все вовлечены в этот процесс? Абсолютно. Вот Угроза. Сейчас Сейчас наступает. Страшно, очень страшно в этой стране. ну, по крайней мере, вот эти данные, которые есть на данном моменте. И где-то 40 примарий, будущие примарии, жителей будут от 10 до 40 тысяч людей. В этих кластерах, конечно, есть большие кластеры, как, например, так, чтобы я не соврала, Умень, да, где-то там 12 примарий, мы там не были, я не могу сказать, но вот есть рядышком с, например, вот Липкань, да, город Липкань на севере, там 8 примарий. Хэнчеш тоже большой кластер. Я не помню вот в Липканах сколько населения, но там где-то по деньгам, вот я строго по деньгам посчитала, где-то там 55 миллионов лей будут в стимулентах со следующего года. И, конечно же, логический вопрос, сколько из примарий не хотят. Где-то 53 на данный момент, которые публично, либо через решение сказали, что мы не хотим объединения либо ни с кем, либо не хотим с теми, кто им предложил. Я вам покажу чуть дальше. Входит ГГУ здесь? Что? Входит туда ГГУ? Нет. А эти 53 населенных пункта, это жителей в этих населенных пунктах больше 3000 или меньше? Вот в этих 53? Разные. Разные, но обычно меньше. Меньше. Обычно меньше, потому что если их завизировали, то они 100% меньше, там 100% меньше людей. Но есть, например, те, у которых там 3025, и они себя очень хорошо чувствуют, но если мы посмотрим на число смертей за 1 год в том же населенном пункте, у нас есть такая ситуация, что... Основываемся на данных переписи? Да, это данные переписи населения, и они актуализируются раз в год. Ну, по крайней мере, тут мы говорим о переписи населения 24 За 2 года. года уже цифра изменилась во многих населенных пунктах. Да, но для того, чтобы, ну, я так понимаю, чтобы у нас не было меньше стимулентов, да, вот, потому что стимуленты Это деньги. это деньги. А деньги считаются по людям. Ну да. Роль гражданского общества. Интересный слайд, очень. Это прям про нас. Роль гражданского общества. Я вот об этом я не подумала, но мы тоже гражданское общество. И что мы делали? Мы информировали, мы фасилитировали, да. Мы помогали на местах, мы мониторили. Я покажу, как мы мониторили и что мы делали. И мы приносили данные через ledger.md и даже через Примарий Будернича. Сайт правительства был разработан тоже в рамках нашего проекта, который мы имплементировали. Я не знаю, если я смогу перейти, я хочу показать. Ну, я в конце покажу, что мы делали на ledger.md, чтобы вы увидели вообще, что сейчас происходит по стране. Данные не этой недели, данные на половину месяца.
Где-то мы сейчас работаем в 30 кластеров разного типа. Есть города, села, север, юг. Сопровождаются экспертами адепт в проектах, финансированные посольством Королевства Нидерландов, Локалдем и Совета Европы. Также есть Сергей Нейковичев здесь рядышком. Есть эксперты от Контакта, которые тоже в рамках работы с Советом Европы фасилитируют на местах работу рабочих групп. Мы вместе с ними строим новые примарии, строим новые видения для этих примарий. У нас тут фотографии с Окницы, с Липкан, город, и тут у нас последняя фотография Грозешт, Миспорядок. В Гагаузии 26 населенных пунктов первого уровня и менее 3000 людей, где-то в 15. Может быть, я ошибаюсь. Но, Нет, 15. но как-то так. И решение об инициировании 0. Потому что нет концепции. Очень простой. Ну вот сегодня как раз, как раз, да. Но это печальная картина? Нет. Нет? Окей. Момент в Гагаузии тоже был позже, и впоследствии учли те негативы чуть-чуть. Не полностью. Ну, это ситуации, которые мы видим, которые я вижу, я могу показать. Да. Что предлагает правительство? С 1 января 2028 года подоходный налог физических лиц будет, это еще проект, это не 100%, это проект, это то, что очень многие мэры просят. Вот они говорят им, ну это одно из тех, что мы слушаем на местах. Понятно, есть в городах одна ситуация, в селах другая ситуация, но по крайней мере. Кто еще помогает примариям? Адепт, Пуниумару, Совет Европы, Контакт. Есть иностранные партнеры, Solar, GIS, которые UNDP, забыла добавить. Но есть очень много партнеров, которые работают для того, чтобы эти примарии смогли легче переходить через всю эту методологию, потому что есть очень много этапов, очень много пунктов, которые должны люди встречаться, разговаривать. Вот, например, я позавчера на одном заседании, я спрашиваю мэров, скажите мне, пожалуйста, последний раз какую форму консультирования вы использовали на местах? У меня ответ был первый, что да, вот мы встречаемся, мы публикуем, вот мы как-то встречаемся. Я подумала, что мой вопрос не был услышан. Я уже другую примарию спрашиваю, скажите, пожалуйста, последний раз, какую конкретно форму вы использовали? Они опять мне еще что-то. Я уже поняла, что люди не бывают консультированы в каких-то проектах. Это максимум бюджет, как-то так. И я поняла, что то, что сейчас делается по всей стране, это очень хорошее упражнение для нас, для локальной демократии. Спасибо большое. Хотелось бы очень быстро показать вам, чтобы вы увидели другую картину по стране. Ну, тут я открыла, вот смотрите. Тут у нас есть унитет для административ-территориальным, часть для Малгамара и Волонтара. У нас Аледжи РМД только на румынском. И тут есть во всех районах сколько примарий, сколько их меньше 3000. Вот, например, в Кишиневе те, кто приняли решение, инициировали, и потенциальные кластеры. У нас вот есть те, кого хотят, например, и в одном кластере, и в другом кластере. Тухатин, например, вот в Кишиневе там. Также в Кишиневе мы были в Никликово, Чореску. Это не более новая информация. Вот как-то так.
северная часть страны. А также, если... Нет, не смогу. Хотела показать политическую карту, да, тех мэров, которые инициировали. Но, к сожалению, Дайте угадаю. Давайте, пока грузится, у меня не грузится интернет, пока у меня грузится интернет. Там, где красный цвет, напротив все. Нет, наоборот. Грузия у нас тоже. К сожалению, не могу открыть, чтобы там. Первое место, ну, смотрите, есть статистика, потому что у нас больше мэров от ПАС. Логично, чтобы больше инициировали мэры ПАС. На втором месте у нас, получается, красные социалисты. Ну, так. На выборах последних местных не было так много примаров от ПАС? Было. Сейчас перекрасили? Нет, было мажоритате, потому что у нас мы считаем по циклу. Может быть, те, кто мигрировали, но методология, я не знаю, почему у меня не хочет. К сожалению, никак. Да, вот хотела показать интересную политическую информацию, но... Да. Ну хорошо, когда у меня... Будем тогда политичны. Когда речь идет о политике, О политике, блокируется. Вашей шутки, кажется, мало шутки. Господин Полихович, это было тонко и уместно. Я, чтобы избегать этот момент, я буду говорить очень аполитично. Вы знаете, возможно, да, насколько возможно говорить аполитично, наверное, это желание у каждого человека, но вот то, что мы сегодня обсуждаем, на самом деле, есть страна, у страны есть какие-то видения, и как нам кажется, нам в инициативной группе, все участники этого процесса должны высказываться для того, чтобы определить, какие модели больше подходят как минимум для наших сел, потому что Гагаузия не может выпадать из этого процесса. И дальше, Александр Григорьевич, по нашей... Если есть кое-какие-то вопросы ко мне... Мы решили построить так сценарий, что вначале выступают эксперты, то есть первый час посвящен выступлениям, а уже потом будет дискуссия, вопросы, наверное, так более продуктивно. Поэтому сейчас мы просим нашего коллегу с местной организации «Контакт», возможно, кроме тех преимуществ, о которых нам говорила Ирина Гречана, он озвучит и некоторые риски этой реформы, которые, безусловно, есть. Поэтому, пожалуйста. Да, спасибо большое за приглашение. Я отозвался на приглашение поучаствовать в сегодняшней дискуссии по разным причинам. И одна из причин является, как уже было сказано, что Центр «Контакт» организация, которая уже 30 лет, и мы за все это время активно работаем по всей Молдове, и в частности в том, что касается развития сообществ, работаем по поддержке инициативных групп в населенных пунктах на всей территории Республики Молдова, в том числе и в Гагаузии. И, конечно, реформа, которая сейчас проходит, она не безразлична Центру «Контакт». Как уже было сказано, часть наших экспертов, с которыми мы работаем уже давно, они присоединились к большой команде экспертов, и вот Инна представила часть, скажем, я так сказал бы, наверное, верхушку айсберга той информации, которая постоянно крутится вокруг этой реформы. Действительно, информация меняется постоянно. И я, если вот, отвечаю на вопрос, который был задан Александром, относительно этой реформы, для меня лично эта реформа, как вообще любая реформа, в частности реформа государственного управления, государственного управления, административная реформа, она должна отвечать прежде всего потребностям человека. От отдельного человека, уже было сказано сегодня, что человек это тот, именно то, вокруг чего все должно крутиться. И, собственно говоря, потребности этого человека, потребности человека, который проживает именно в сельской местности, должны учитываться в первую очередь. Потому что из того, что я наблюдаю,
очень часто плоскость дискуссии переходит, особенно когда обсуждается нужно, не нужно, плоскость дискуссии переходит в то, нужно ли это местной публичной администрации, как себя чувствует местная публичная администрация, вообще реформа местной публичной администрации. Все это очень важно, но главное, что должно учитываться, это человек. Человек, который проживает в конкретном населенном пункте, и насколько изменится конкретно его жизнь, насколько жизнь его станет лучше или хуже вследствие проведения этой реформы. На настоящем этапе, наверное, одним из слабым звеном этой реформы, которую мы, наши эксперты пытаются нивелировать, скажем, или смягчить эту часть, это процесс участия. Наши эксперты работают там, и, как уже Инна сказала, она абсолютно правильно заметила, что главный акцент мы делаем на то, чтобы эта реформа как можно больше консультировалась, или проведение этой реформы в каждом селе, как можно больше привлекала к участию людей, которые проживают в этом селе. Этот процесс консультирования, он достаточно, он разный, и вот уже то, что сегодня говорилось, что Ирина опять сказала. Я спросила, как вы консультируетесь там с людьми. На самом деле это важная проблема, и то, что мы выяснили на самом деле, что особенно в малых населенных пунктах вот этот процесс участия, процесс обсуждения, процесс консультирования, для них такое ощущение, для многих это было как что-то, не знаю, как кто-то поехал там, не знаю, на Мальдивы, удивился, я что-то новое увидел. Вот примерно такая реакция. То есть для многих вот тот факт, что нужно консультироваться, что есть вообще как бы консультирование само по себе, чтобы есть понятие партиципативная демократия, что для многих это стало на самом деле открытием. И с одной стороны это, вот я даже не сказал, проблема или недостаток, с одной стороны такой вызов, да, этой реформы, что она столкнулась вот с тем, что на самом деле во многих населенных пунктах, особенно маленьких, никогда ничего, собственно говоря, не обсуждалось так широко, не вовлекались люди в процесс принятия решений и так далее. И поэтому эта реформа здесь идет тяжело. Хочется и очень хочется, и наши эксперты делают все возможное, чтобы об этой реформе узнали все активные люди, или все тех, кого интересует и волнует то, что станет с их селом и так далее, как они говорят. Да. Чтобы голос каждого, кто хочет высказать, чтобы он был услышан в рамках этих консультаций. И это, наверное, один из важных и основных вызовов, и хочу сказать, что именно вот этот вызов, он очень сильно где-то и тормозит эту реформу. Скорее всего, что вот и те многие села, которые отказываются в конце концов от того, чтобы принимать участие дальше в процессе и так далее, чаще всего это происходит именно потому, что вот этот консультативный процесс дает о себе знать, люди говорят свое мнение, люди говорят о том, что у них там наболело и так далее, и так далее. И я согласен абсолютно с Инной в том плане, что это такой масштабный челлендж для всей страны. Не в плане того, что даже вот представим себе на минутку, что эта реформа не состоится в конце. То есть, возможно, есть какие-то препятствия. Представим себе, что есть какие-то, возможно, появятся какие-то препятствия, которые сделают так, что реформа не состоится. Я не провидец и не могу сказать, что может повлиять и так далее, не хочу даже заходить далее в эту дискуссию, но вдруг представим себе. Сам факт того, что сейчас происходит, как я уже сказал, это такой большой челлендж, чтобы сам факт того, что мобилизуется очень много людей встречается. Те примары, которые встречались там 1 раз в 5 лет, вдруг начали с собой встречаться. Они обсуждают общие проблемы не только каждого села, а общие проблемы, которые их волнуют вот на этом пятачке земли. Да, вот, то есть твое село, у нас всегда было, вы знаете, вот сколько у нас примарей, каждая примария тянула как бы на себя. То есть вот мои границы, мои проблемы, я хочу решить только проблемы внутри своего села. А эта реформа, или вот начало этой реформы заставило подумать о том, что есть и проблемы общие для этих сел. И это на самом деле очень интересное время, через которое мы проходим. Эта реформа сама по себе.
несмотря на то, что у нее есть очень много наверняка недостатков, и часть из них вы, может быть, видели или знаете, мы об этом еще можем сегодня поговорить. Да? Но, опять же, эти частичные недостатки, о которых говорят, они, на мой взгляд, нивелируются теми преимуществами, которые есть в этой реформе. И поэтому здесь мы всегда ставим на чашу весов, как я сказал, в конце концов, на мой взгляд, простой гражданин, простой житель села только выиграет от этой реформы. И несмотря на все, так скажем, возможные недостатки. Поэтому я еще раз говорю, рад тому, что я сегодня здесь, и мне очень хочется услышать мнение других экспертов. И то, что касается Гагаузии, вот Александр сказал, что, так скажем, есть, ну это не слухи, а вот говорят о том, что эта реформа Гагаузии никак не коснется. На самом деле, да, было несколько раз сказано прямо, в том числе и людьми, ответственными за эту реформу, было сказано, что Гагаузия в этой реформе участие пока не принимает. Вся концепция этой реформы не предполагает вовлечение Гагаузии, и поэтому говорить о том, о рисках каких-то сейчас для Гагаузии этой реформы вообще, наверное, пока еще рано. Но сам факт того, что, скорее всего, эта реформа нужна и для Гагаузии, да, вот административная реформа, скорее всего, что да. И я уверен, что вот сегодня мы можем обсудить, каким образом вот то, что сейчас происходит, и, как сказал Виталий, что мы должны учесть все недостатки, все вот, скажем, подводные камни того, что происходит сейчас, учесть их и подумать, разработать или, может, предложить свое видение реформы для Гагаузии и постепенно начать движение в какой-то вероятной перспективе, не знаю, когда это может случиться. Спасибо большое, я вот вспоминаю. Да, спасибо вам, Сергей. Мы действительно оставим дискуссию на чуть позднее время, но вы уже сформулировали главный вопрос, на который мы захотим найти ответ сегодня. А правда ли, что Гагаузию не коснется этой реформы? Потому что Гагаузия действительно имеет особый статус, и как Гагаузия эта реформа не коснется, но Гагаузия состоит из населенных пунктов, в которых тоже есть менее 2000 жителей. И не коснется ли реформа этих населенных пунктов? Огромный вопрос, на который мы потом постараемся ответить. Но сейчас мы передаем слово Сергею Полиховичу, директору школы государственного управления Государственного университета Молдовы. Но единственное, что я добавлю, что Сергей Полихович раньше возглавлял Государственную канцелярию Республики Молдова, и это был период один из лучших в взаимоотношениях между государством и местными властями, потому что господин Полихович старался выстроить партнерские отношения, а не отношения начальник-подчиненный. Поэтому, пожалуйста, вам слово. Я лишь, чтобы продолжить то, что сказал Александр, и чтобы подтвердить мою вовлеченность, скажем так, в эту очень важную проблему, скажу, что в тот период, когда я работал в госканцелярии, было разработано второе исследование. Если вы знаете, люди, которые, скажем так, эксперты в этой области, знают, что у нас по большей части есть 3 больших исследования. Один проведен эксперт-группой в 2010 году, другой в 2015 и другой в 2018. Так вот, этот посередине, скажем так, это было разработано по моей инициативе тогда в госканцелярии. Я скажу, что неправда, Александр, что в Гагаузии реформа территориально-административная реформа не коснется Гагаузии. Она коснется обязательно. Потому что надо понимать, что эта реформа является структурной. И она является структурной по части изменения структурирования и вообще функциональной составляющей государства. И это мы должны понимать сейчас. И это, к сожалению, не понимается даже правительством. Я рискую говорить такие вещи, потому что если мы говорим о стратегии, которую упомянула Инна с 2023 и 2030 год, это стратегия, и в этой стратегии есть часть, есть компонент, что касается местной публичной власти. Эта стратегия является стратегией по реформе
всеобщего публичного администрирования государства, не только местной публичной администрации. Но почему-то сейчас эта реформа, вот о которой мы говорим более конкретно, она немножко оторвана от этого тела. Она немножко оторвана. Я не буду больше здесь критиковать государство, но скажу, что в принципе... вы можете. Но я могу себе позволить даже больше, чем наши коллеги из гражданского общества. Мы разработали, надо сказать, с помощью наших партнеров по развитию, посольства Швеции, значит, мы, когда я говорю мы, я имею в виду школу государственного управления, которую я представляю в составе Молдавского государственного университета. Если так немножко возвращаться в историю, эта школа является, скажем так, продолжением Академии государственного управления, той, которая была. Хотя, в принципе, есть некоторые нюансы, потому что часть, что касается профессионального развития государственных служащих, она отошла сейчас в госканцелярию. Но мы продолжаем эту работу, и мы очень сфокусированы на исследованиях, которые могут применяться. Я не знаю, на русском аппликативное исследование есть такое, да? Прикладное. Да, прикладное. Прикладные исследования. Вот одно из таких прикладных исследований, является исследование, которое мы провели. Значит, оно было представлено на прошлой неделе. Значит, и здесь я попытался так на скорую руку, извините меня, но попытался смоделировать определенный синтез вот того предложения, о котором мы говорим, потому что оно является очень важным для Гагаузии. И оно является продолжением того, что я говорил, что реформа публичной администрации в целом и в частности местной публичной власти, значит, коснется обязательно. Потому что если мы посмотрим закон 436 по местной публичной администрации, то там Гагаузия как специальный уровень, он включен в местную публичную администрацию. То есть этот закон касается напрямую, скажем так, и Гагаузии тоже. Очень касается тогда. Очень касается. Тогда очень касается. Очень касается. Ну давайте посмотрим на то и, конечно, люди, которые отвечают за проведение этой реформы, должны были подсуетиться, в том числе и в смысле присутствия, скажем так, даже на таких круглых столах и в каких-то рабочих группах на уровне, скажем так, прямого контакта с исполнительным комитетом, с народным собранием или напрямую, скажем так, с местной публичной администрацией первого уровня и так далее. Потому что время идет, и часы тикают. И в скором будущем Гагаузия проснется в момент, когда будет не амалгамаре волонтара, а будет не добровольное, а будет уже принудительное. И тогда, конечно, станет вопрос, по какому пути и как будем объединяться, и как будет строиться здесь вообще власть на первом уровне. Я поэтому говорил, вот когда ваши коллеги, и мои тоже, потому что мы работаем вместе с Игорем, с Александром, и в разных форматах, мы работаем, и с Виталием. Значит, и когда они представили, сколько там, месяц практически назад, да. И мы тогда обсуждали вот этот момент и говорили, что надо, в принципе, как бы сами пойти навстречу того, что как бы должно исходить от центра, но не обязательно это должно исходить от центра. У нас есть, в принципе, понятные моменты, касающиеся ответа на вопросы, что эта реформа коснется, хотя были некоторые сигналы противоречивые со стороны правительства, когда они говорили, что не коснется. Но это неправда. Ну, давайте. И мы тогда говорили, что в принципе надо
надо пойти как бы навстречу. И надо поговорить, и, наверное, этот круглый стол является... Призван для этого, собственно. Да. Но давайте я возвращусь вот к этому, к нашему предложению, потому что я, как говорил, оно коснется и Гагаузии тоже, и видения определенного, что должно произойти здесь. Значит, в первую очередь, исходя из того, что, в принципе, я сказал, что это более, и самая главная реформа государства, структурная реформа государства, у нас нет первого видения этой реформы. Это самое главное. Мы не знаем, откуда мы начали как бы процесс. Кто-то говорил, что мы начинаем сегодня реформу. Но он не прав. С нуля. Да, потому что реформа начинается ровно там, где начинается история государства. То есть реформа государственного управления начинается ровно там, где начинается история государства Республики Молдова. И сегодня мы не начинаем, мы продолжаем новый виток, новые подходы и так далее и тому подобное. Это видение должно ответить на вопрос, какое государство мы хотим иметь. Давайте дальше, не надо трогать, да. Какое административное, здесь вопросы такие, то есть то, что вы видите, они немножко недоделаны, но я думаю, что вам будет понятно. Реформа исходит из стратегических вопросов, связанных со структурой функционально-архитектурного государства, а не с простого укрупнения административно-территориальной единицы. Потому что мы говорим сейчас практически от этого простого укрупнения. Да, там есть финансовые составляющие, есть некоторые другие, по части того, что говорил господин Нековчин, вот участие людей и так далее, но это не целая картина. И наше исследование, я вас призываю ее прочитать, оно в полном объеме это показывает. Значит, какое административно-территориальное государство мы должны иметь, сколько уровней управления необходимо, какая административная способность необходима для того, чтобы эти уровни работали, с чего начинаем, к чему приходим, какими этапами и так далее, куда мы идем, что у нас в конце тоннеля, к какому примариптерниче, примариптерниче локалитет результаты, да? Да. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Но это не все. Это лишь часть. Какие полномочия на каждом уровне, какие ресурсы и какая демократическая ответственность, то, что говорил господин Неговчин. То есть здесь очень просто. Центральный уровень, уровень второй, уровень первый и особый статус. Это в принципе как бы мы ничего здесь нового не произвели. Мы просто это я вывел здесь, чтобы мы понимали, что эти уровни являются частью многоуровневого управления, частью которой является и гражданское общество. Вот то, что мы здесь делаем, мы являемся частью многоуровневого управления. Так, и дальше, очень коротко. Добровольное объединение, которое сейчас происходит, мы все исходим от того, что у нас есть понимание, что реформа должна быть осуществлена. И здесь нет никаких вопросов. Это общее понимание у всех? Я думаю, по крайней мере, мы говорим по принципу мажоритарной обеспеченности, скажем так, этой идеи. У нас есть понимание, у нас нету другого. У нас нету консенсуса по пути, по которому мы должны пойти. Здесь вопрос. Если мы говорим о пути, здесь методом наименьшего сопротивления надо идти. Да? И какой у нас путь наименьшего сопротивления сейчас? Второй уровень. Кто-то говорил, здесь Ирина говорила, да? Что у нас все говорят, что нам нужен этот второй уровень. Район, то есть район. Мы говорим сейчас не о Гагаузии, а о втором уровне. Да. То есть у нас есть понимание, что реформа нужна, это очень хорошо. И у нас есть понимание, что со вторым уровнем надо что-то делать, потому что так, как он сейчас, не может быть.
И у нас есть разные мнения по первому уровню. И здесь какое у нас мнение по первому уровню? Мы считаем, что мы должны пройти вот сейчас, как мы идем по этому процессу добровольного объединения, согласно тем принципам, тем критериям, которые у нас в законе и в концепции правительства и так далее и тому подобное. Но мы считаем, что это должен быть масштабируемый и постоянный инструмент. Он не должен заканчиваться 1 июля, или 1 августа, или 1 сентября, или в этом году, или в следующем и так далее. И у нас есть примеры. Финляндия. Польша. Добровольное объединение в Финляндии, история добровольного объединения в Финляндии 25 лет. За 25 лет они имели 409, сейчас имеют 310. За 25 лет. За 25 лет. Но это было добровольное объединение. И оно сейчас идет, постоянно эта реформа. В чем суть? Суть не в том, чтобы примарию убрать как юридическое лицо, скажем так, по-простому, да? Суть в другом, потому что является сердцем, что является душой местного публичного управления? Услуги. Вы для чего созданы? Для того, чтобы предоставлять услуги. Что сделали финны? Они посмотрели на все это и столкнулись с проблемами, что люди не хотят. Вот говорила Инна, что там 53 населенных пункта не хотят, да? Так они оставили их. Сказали: хорошо, ребята, но вы не в состоянии выполнять услуги вашему населению. И тогда что они сделали? Они взяли услуги и подняли на уровень, который этого может. А сами для чего остались? А эти остались только для тех, которые, в принципе, они как администрация могут выполнять на этом уровне. Но на них же нужно деньги на содержание. Но здесь надо провести стандартизацию определенную, кост-эффициенции и так далее и тому подобное, чтобы понять, какие услуги можно оставить, скажем так, при таком количестве населения и так далее и тому подобное. Хорошо, я не буду очень сильно, но я здесь просто хочу сказать, что этот инструмент должен быть постоянно. И здесь то, что там Инна показала, что стимулянт умножить на 3 и так далее, я бы умножил их на 10. Я вам честно скажу, в 2023 году на платформе парламентской комиссии по публичной администрации и региональному развитию, то, что правительство сейчас приняло как бы укрупнение вот этих стимулентов и так далее, мы еще тогда говорили. Я тогда использовал такой очень простой и понятный термин. Цена вопроса. Ребята, цена вопроса. И добровольное объединение пошло бы с 23 года. Так с ценой вопроса любой вопрос пойдет. Конечно. Я пошел тогда к бывшему премьер-министру господину Ричану и сказал: дайте мне 80 миллионов леев, я вам проведу в 2 недели первый пример. Я пошел в мое родное село, встретился с примаром слева, с примаром справа, определили, посчитали, у них же были определенные там калькуляции и так далее. И мне было понятно, я им сказал: вы хотите здесь работать вместе? Да, хотим. Если это будет сделано, можно убедить жителей? Можно. Все, сколько это стоит? 80 миллионов. Я пошел к правительству, сказал: давайте я вам сейчас сделаю добровольное объединение. Интересный ответ правительства. Ну, если бы это не было, то здесь. Да. Значит так, я с самого начала, что у нас нету, я сказал, есть понимание, нету консенсуса. Да? Я ценю консенсус. Я считаю, что эта реформа не должна быть, вот как отрезал, сказал, отрезал. Это не та реформа, где надо отрезать. Это самая главная реформа в государстве. Если у нас есть какие-то более высокие и высшие, скажем так, цели в нашем пути, в скором будущем, 28-й год, 30-й год и так далее, слово «консенсус» здесь имеет очень большое значение.
Поэтому после того, как закончится этот первоначальный этап добровольного объединения, и он дальше будет идти, правительство, конечно, должно закончить это дело определенным шагом, касается не добровольного уже, а нормативного. Я это называю резидуальное объединение. То, что останется от этого процесса, вот 3000, там сколько получается и так далее, как минимальный этот самый, объединим по этому принципу. Ну, из тех 53 1000, и здесь мы поставили 1000, у меня есть определенная калькуляция. Но можно, в принципе, идти по закону 344 об административно-территориальном устройстве государства, где написано 1500. Значит, можно идти, чтобы не менять закон. И дальше. Межобщинное сотрудничество. Я говорил об услугах. У нас есть законы, у нас есть методология, у нас есть кадры, у нас есть все, но это не работает. Функциональная опора устойчивых местных услуг. Если мы пошли по этому пути, то у нас бы что сейчас было? Примария, бы сидела там примары, 2-3 человека в примарии, а все услуги бы работали на уровне 4, 5, 6, 10, 15, 20 и так далее. И тогда у нас была бы фискальная основа. У нас тогда бы не возникал вопрос, сколько людей находятся, живут в этой примарии. Потому что они, как бы, по большому счету, не играют большой роли. Потому что у меня услуги ушли на другом уровне. Если бы мы развили вот это межобщинное сотрудничество. Да не нагадывай про монетар. Так. И сейчас хватит про первый уровень. Значит, второй уровень. Значит, мы предлагаем построить второй уровень. У нас есть проблема вообще в стране. И в этой концепции, в этой стратегии, о которой упомянула Ена и я, значит, там есть начерчены две пути, скажем так. Один, 32 района, 10, по принципу, там, где есть офис государственной канцелярии, вот как в Гагаузии, да? Вот там будем строить в рамках этих, скажем так, несуществующих административных границ, будем строить район в этих рамках. И есть другое понимание, как мы будем устраивать будущие, скажем так, территориальные единицы второго уровня. Это тоже так называемых административных региональных границ наших регионов. Центр, юг, север, Гагаузия, Кишинев и левый берег Днестра. Да? 6 у нас регионов. Значит, но здесь возникает вопрос. У нас мы сталкиваемся со симметричной ситуацией распределения компетенций, когда мы говорим о втором уровне. Потому что Гагаузия, как имеющая специальный статус, она не будет иметь, и не имеет, и не будет иметь тех компетенций и полномочий, как и будущий второй уровень. Это правда? Это правда. Ну, потому что если она могла бы иметь, если бы ликвидировать автономию или сделать все остальные будущие структуры автономными. То есть еле-еле, да? То есть мы отталкиваемся от этого предположения. Второй момент – это то, что касается полномочий регионального развития. И третий момент – это то, что касается статистических регионов. У нас есть на уровне регион развития понятно, уездная администрация понятно, статистический регион. У нас есть так называемый номенклатура, перечень территориально-административных единиц статистики по Евросоюзу. Да. Да. Если мы говорим о будущем второго уровня, значит, в нашем понимании вопроса объединить вот эти три момента. Уездная администрация,
Районная, сейчас мы не будем... В нашем случае это район. Нет, ваши районы остаются пока там, где остаются. Сейчас мы до них дойдем. Уездная администрация, регион развития и статистических регионов. Что мы здесь делаем? Каждая эта структура выполняет отдельную функцию в рамках одного процесса территориального управления. Что их запутались? Да. Извините, да, я потом вопрос задам. Давайте я отвечу. Значит, мы предлагаем сделать уездные администрации. 10 уездных администраций по стране. Да. Плюс Гагаузия. Значит, плюс Гагаузия, соответствующе. Дальше, чтобы это связать в одно целое, значит, и чтобы Гагаузию не исключать из процесса, мы предлагаем присоединить к этому регион развития как кто планирует и координирует как стратегический компонент развития, регионального развития, и статистический регион как информационная составляющая и функциональная составляющая, которая поставляет данные. Другими словами, если мы, я извиняюсь, я говорю на русском, просто мне очень трудно, я сейчас перевожу себя в это самое. Если у меня проект в Евросоюзе, да, и он мне говорит, что ты, согласно нашему перечню, может выиграть этот проект не по НУЦ, не по категории 2, а по категории 3, вот в этой классификации, значит, мы собираем данные по этой категории. И оно или соответствует уровню региона развития, или соответствует уровню уездной администрации. Но чтобы у нас была эта картина в одном, мы это все объединяем. Сейчас и будет слайды с... Еще дальше чуть. Еще дальше чуть. После того, как мы это все объединили, значит, Гагаузия, как особый регион, или как особый уезд, скажем так, со специальным статусом, Автономия. должна быть интегрирована, автономия, да, должна быть интегрирована в эту общую систему, которая будет работать на втором уровне, который мы называем не второй уровень, а промежуточный уровень. Потому что в данном случае он воплощает в себе не само только административное управление, а и региональное развитие, и статистические данные вот этого регионального развития. Через какие инструменты должна пройти вот эта интеграция? Территориальные стратегии. Значит, Гагаузия должна участвовать в разработке территориальных стратегий и приоритетов. Региональное развитие, координация политик с Институтом регионального развития. Европейские фонды, участвование, как я говорил, по уровню НАЦ-1, НАЦ-2, НАЦ-3 и так далее. Планирование, оценка и соответствующий уровень 1, он не должен оставаться в стороне как часть единой административной системы государства. То есть посредством вот такой организации на втором уровне мы интегрируем, функционально интегрируем Гагаузию как часть этого процесса. По модели, по модели объединения уездной администрации, регион развития и статистический регион. Эта модель будет здесь работать также. И они все вместе будут взаимодействовать на национальном уровне. У Гагаузии будет свой, по вашему предложению, у Гагаузии будет свой статистический? А он и сейчас есть. Он сейчас есть. Он и сейчас есть. Он и сейчас есть. Просто понимаете, вот Виталий мы говорили об это самое, до этого и сказали, что были представлены данные по статистическому региону Юг. Да? А статистический регион Юг у нас не Гагаузия. Он соответствует региону Юга. И Гагаузия в нем. Статистика иногда включает Гагаузию почему-то, но мы не... Да.
И, и собрание вот этих всех статистических данных, они будут сделаны на вашем уровне, на региональном уровне, вот взаимоотношения, допустим, с югом, да, Гагаузия и юг, и на национальном уровне, в зависимости от востребованности того проекта. Но это немножко сейчас сложновато, но почитайте, и будет, может быть, я по-русски не... Нет, вы очень хорошо объясняете, все понятно. Просто учитывая, извините, пожалуйста, что Да. я уточняю просто, да? Учитывая то, что реформа внедряется, и мы понимаем, что она по Молдове внедряется, и Инна об этом сказала достаточно хорошо, и картинка сложилась. Сейчас, когда мы слушаем вас и ваше предложение, то складывается, ну, может быть, это у меня только, простите, складывается другой пазл, да, который не очень вписывается в тот пазл, о котором говорила Он не Инна. вписывается, потому что мы говорим о другом уровне. Значит, сейчас концепция правительства вообще не касается Гагаузии как автономии. Как и сказано было. Да. Да, что Оно- это не коснется Но оно Гагаузии. не может даже сказаться, если мы Да. говорим вообще об автономии как единой, да, как территории. территориальная единица. Но оно коснется первого уровня. Приморье автономии. А я говорю, Екатерина, говорю о будущем. Как автономия должна войти, скажем так, в общее понимание того, как все должно пойти и развиваться. В этом я и говорю. И в эту модель, значит, вписывается и реформирование второго уровня на национальном, кроме Гагаузии. Но это все будет работать в одном пространстве. Вот это важно, что это все будет работать в одном пространстве на территории всей республики. Да. И потому что сейчас у нас... Если прислушиваться к господину Полиховичу. Дело в том, что господин Полихович сейчас то, что нам предлагает, это не просто реформа органов местного публичного управления, концепцию, которую в апреле озвучили, и это не только административно-территориальное устройство, он говорит о кросс-секторальном влиянии реформ, а именно и реформы органов публичного управления, и региональных политик, потому что если мы говорим о регионе развития, есть национальная политика регионального развития, и в том числе статистическая, то есть система статистического учета, это отдельная государственная политика. Соответственно, концепция РАФИ, она подразумевает, что нельзя оторванно смотреть только на административно-территориальное, потому что здесь нужно сразу подумать о том, как это отразится на региональной политике и на этом, если я правильно понял. Спасибо, да. Но извините меня, просто у меня... То есть в этом ключевая изюминка этого представления. В отличие Потому от- что если вы возьмете концепцию правительства, вы посмотрите, что у правительства сейчас вообще нету никакого видения на второй уровень. Я не говорю о Гагаузии. И о региональной А политике, тем более. да. То есть я пытаюсь, что мы в этом исследовании пытались как бы поставить и решить этот вопрос. И учитывая тот факт, что в принципе мы как бы работаем с вашими и нашими всеми коллегами в определенных направлениях, я считаю, что это может быть решением для того, чтобы включить, скажем так, в Гагаузию, решить очень много функциональных административных вопросов, которые у нас сейчас И есть. сгладить углы. Да, и сглазить углы. Ирина Петров, я очень быстро, потому что, значит, и дальше, еще дальше. Еще, ногой. Все. По финансам очень быстро. Общий, то есть это не там подоходный налог, там какие-то очень пунктуальные, вот, которые мы находим в концепции правительства. Нет, это должна быть реформа местных публичных финансов. Полная реформа. Полная реформа. И тот факт, что у правительства нету этого понимания, это отражается в этом проекте налоговой политики на следующий год. То есть мы говорим о том, что у нас должно быть там ТВА туда, ТВА сюда, а в этой политике ничего нет. Ребята, так давайте договоримся. Вы что предлагаете? И что вы рассуждаете там с людьми в территориях, если у вас нету вообще никаких ответов на эти вопросы? И здесь надлежащее финансирование разделенных делегированных полномочий, потому что таких есть, вы знаете.
Предотвращение не финансирует мандата. Нету финансов, нету мандата. Чтобы было понятно. Потому что народ, если у тебя мандат, он потребует, чтобы его выполнить. А если это без финансов, это будет очень трудно делать. Собственные доходы новых местных сообществ, трансфер, адаптивной консолидации, баланс между богатыми и бедными административно-территориальными единицами. Финансирование переходного периода, гарантии для населенных пунктов, теряющих статус, софинансирование фондов развития. По всем вот этим 8 пунктам у нас есть перечень конкретных мер, которые должны быть сделаны. Это просто так, в общем, картина, я не буду сейчас в это вдаваться. И очень главный момент. Не может быть реформа без видения, и не может быть реформа без денег, и не может быть без стратегии экономического развития. Есть у нас такие стратегии? Нет. Значит, и мы предлагаем в первую очередь разрабатывать национальную рамку местного социального экономического развития, чтобы было понятно, что мы делаем. И эта национальная рамка должна быть сделана согласно принципу place-based. Что это означает? Это означает, что мы должны рассматривать, вот здесь есть люди более знающие в этих проблемах, чем я в экономических. Это значит, что эту программу надо разрабатывать, исходя из той конкретики, которую мы наблюдаем на местах. Если, допустим, в Криково есть то, что мы знаем, что есть, значит, соответственно, мы будем говорить о территориальном развитии Крикова в этом ключе и так далее, на уровне этом, втором, третьем и так далее и тому подобное. Здесь межобщинное сотрудничество возникает еще раз. Умная местная цифровизация, социальное и партиципативное измерение, техническая поддержка ОМПУ, это являются подразделениями в Министерстве регионального развития. Публично-частное партнерство, профессионализация и обучение. Это не одно и то же. Профессионализация – это значит иметь в своих примариях людей, которые непосредственно профессионалы в одном конкретном деле. Он не историк и работает, скажем так, в аквизиции публич, да? А он специалист в аквизиции публич. Он не историк и работает там по привлечению финансирования и администрирует проекты. Он является менеджером, скажем так, специалистом в этом вопросе. И последнее хочу обратить внимание на вот это, которое тоже недостаточно, скажем так, обсуждается. Публично-частное партнерство. Вообще не обсуждается. Не будем бояться того, что услуги, которые сейчас выполняются какими-то муниципальными предприятиями в ваших населенных пунктах, будет выполнять бизнес. Дайте людям делать бизнес. Хотите, здесь вопрос очень простой. Если вокруг этих услуг будет формироваться экономическое развитие, значит будут люди работать там. Да? Если будут люди, будет фискальная база и так далее. То есть это все крутится в одном кругу, да? В одном кругу. И здесь мы убьем двух зайцев. Мы, с одной стороны, решим проблему по выполнению, скажем так, непосредственно этих услуг, с другой стороны, мы будем развивать частный сектор. И над этого плана сушит яму. Ну все. Хватит, потому что я и так слишком. Спасибо вам огромное. Во всяком случае, Александр Григорьевич, 200 секунд. Во всяком случае, мы поняли. Инна нам говорила о том, что делается в Молдове, как реформа внедряется. Сейчас нам стало понятно, что господин Полихович предлагает, то есть здесь Гагаузия не успевает, что-то не доделывает, не успела начать эти проекты. А то, о чем говорит господин Полихович, еще надо как раз именно сейчас время для обсуждения, для того, чтобы правильно понять, как может быть это сформулировано, в том числе и для Гагаузии. Я правильно вас понимаю? То есть это ваше видение, но правительство пока не внесло коррективы. Мы только представили. Да, это ваше видение. Да, мы представили на прошлой неделе,
Значит, конечно, мы отправим документы в правительство, в парламенте. Это просто презентовано было. Это просто было презентовано, и мы будем опубликовывать даже и за рубежом, потому что у нас уже поступили предложения ее продукции. Можно мне вопрос по второму уровню? Да. То есть по районам администрируют, планируют, координируют, потом измеряют, анализируют, оценивают. Разве это не делает правительство? Зачем это разделять по районам? Значит, Не происходит ли дублирование? Вы говорите о районах здесь или там? Я вообще о районах по всей территории республики Они Молдова. разные, поэтому я и говорю, здесь районы имеют другой статус. Значит, мы в этом и вопрос, что мы говорим о будущих районах не только как о административных подразделениях построения государства, а мы говорим о будущих районах как о агентов развития регионального и основанного на evidence-based, на собрании статистической информации о том, что в принципе, какая картина мы наблюдаем сегодня и какую соответствующую политику или какое движение мы должны делать дальше. Сейчас, если мы говорим конкретно вот о собирании вот этой информации, районы, у которых изъяли социальные полномочия, у которых изъяли полномочия, которые касаются здравоохранения, и у которых изымут в скором будущем полномочия по образованию, занимаются ровным счетом вот этим делом. Они собирают информацию, они звонят в примариях, Да. звонят в примарии и, соответственно, собирают, сколько гектаров пшеницы, сколько засеянных, сколько не засеянных и так далее. Для того, чтобы нам дать эту информацию, чтобы мы пользовались на примари, нам приходится и им давать. Да, и им давать, И причем не только примари, но еще учебные заведения, потому что и учебные заведения, знаете, какие изменения были сделаны, какие проекты реализованы, на какую сумму и так далее. А здесь мы говорим о децентрализации роли государства. Потому что если мы пошли бы по пути, о котором вы говорите, мы бы говорили о полной централизации государства. А суть местной публичной администрации, это как раз является децентрализацией. Местная автономия, но децентрализация не любой ценой, а с помощью той финансовой местной публичной реформы, при которой полномочия, которые вы делаете, они должны иметь за спиной деньги. Вопрос. Вы подготовили законопроект, но буквально вы учли, сколько на сегодня денег в примари. В свободном остатке вы не говорите, увеличенные заработные платы по 500%, тогда как при примари развивается год, 15% увеличивается бюджет. Реформы прошли с 15-16 года. Заработные платы в культуре везде разные увеличились по 100%. Оставили все примари без денег. Сейчас спросить любой примарий, у них нет денег даже на заработную плату. Спросить примарий муниципалитет, если не было сокращения 85 человек в течение 10 лет, у нас тоже было бы деньги ноль. То есть было бы как всегда, в долгах. И мы сейчас все обменяемся. Подоходный налог у нас 50%, 50 идет на региональный уровень. Откуда мы получаем назад ровным счетом 1%, то, что мы перечисляем. За 3-4 года Камрад получил 6-7 миллионов, если это получил это капитальные инвестиции, там разные, то есть, перечислил даже эти 50%, это у нас 150-200 миллионов в общем эквиваленте. На что мы будем развивать все? Мы вот объединились, собрались, получили первые там 50-60 миллионов, дальше как развиваться? Что мы будем делать с примариями? Искать деньги на один насос купить, чтобы подкачивать. Я думаю, что тут надо идти параллельно с налогами. Мы не должны. Сегодня Конституции, значит, согласно Конституции, мы все оплачиваем налоги, не спрашиваем, откуда мы, с Камрата, села или там кто-то работает. Мы все оплачиваем, нас никто не спрашивает. А как при распределении мы должны на коленях идти и просить, дайте нам, пожалуйста, контрибуцию на упаковочный двор или куда-то. Не-не-не, это были ваши деньги, налоги, ваши оплатили, но мы вам ничего не дадим, мы так решаем. Я думаю, что тут пунктом нужно, если мы уже муниципалитет делаем, объединяется несколько сел,
то нужно сразу первым пунктом налоги поступлений какие. Будет нам эти 50% еще дополнительно. Для Камрадского объединения будет больше 50 миллионов каждый год. Они сегодня на региональном уровне, откуда они поступают ни в села, ни в Камрад. Они ушли и все, до свидания. Мы не можем их, потому что есть народное собрание, голосует как он хочет. Второй закон определить развитие на душу населения. Если мы уже объединили села, так есть маленькие села, коэффициент 1,7, во-первых, был у нас, как видите, хороший закон. И оно должно приниматься законом. Если у нас 5 сел, мы принимаем свободные остатки для развития сел. Для села такого-то такая-то сумма процентов. Для того, и мы уже знаем, что в начале года не будет вот этой вам больше, нам меньше, у нас больше депутатов. Зачем это? Нас же не спрашивают, когда мы оплачиваем налоги. И оно можно распределить только те средства для того села, которые определены законом и в начале года. Если у нас есть 20 миллионов на развитие, значит село коэффициент 1,5 или Камрад, у нас есть там 3 миллиона, там 2, вот те средства, и распределяйте куда вы хотите. Потому что часто мы с тем сталкиваемся, что давайте мы сначала в одном городе построим там канализацию, не знаю что, пройдет еще 50 лет, а потом дойдем до какого-то села. Не нужно так, все нуждаются в канализациях. У нас покрытие в Молдове 40% всего. И если мы строим канализацию, так пусть будет там по чуть-чуть в том населенном, здесь все равно пройдет еще 50 лет или 30, 20. Давайте реальности смотреть. Поэтому тут надо на берегу, наверное, сразу определить, какие налоги должны поступать, что будут получать эти села, какие дивиденды, будут ли с региональным уровнем мы связаны. Если будем связаны, то будет у нас 2 района. Муниципалитет и район, еще и регион, еще сколько нам нужно чиновников. В Гагаузии у нас их еще больше. У нас есть департаменты, у нас, если посчитать расходы на душу населения и количество чиновников, я думаю, что они у нас выше ровно в 2 раза, чем в Молдове. У нас департамент, у нас район, у нас, не знаю, сейчас еще муниципалитет образуется. Дальше что? Тут четко надо, наверное, я думаю, что тут нет главных пунктов. Финансы, распределение, что мы можем делать? Перераспределение. Это артисты Погорелого театра объединились, и дальше денег нет. Еще одна зарплата повышение будет, или расходы увеличатся на энергоресурсы, и мы вообще без денег останемся, потом соберутся все примара, а вот объединились, а мы ничего не можем сделать. Так не от того, что мы не хотим. На берегу определили село, сколько населения, сколько он должен иметь, нет проблем. Эти средства могут муниципалитетом, советниками распределяться, они могут быть распределены на Камрад или на другое. Вот это, наверное, эти пункты они должны быть в главе. Господин примар, у нас есть в нашем исследовании вот все то, что вы говорите. Значит, у нас есть 3, скажем так, больших корзин. Да? У нас есть трансферты, у нас есть местные налоги, которые вы собираете, и у нас есть то, что распределяется из того, что собирается на национальном уровне из общенациональных доходов. Да? Так вот, все вот эти 3 корзины, они должны перенести, изменяться. То есть, чтобы вот местные налоги, которые вы собираете, чтобы поднялись и чтобы было больше, перераспределение должно давать вам больше денег и соответствующие трансферты, концепция, формула, да. Потому что сегодня муниципий даже свой подоходный налог, который вообще он собирается для развития населенного пункта, и он нам не попадает. Он на районный, региональный уровень попадает, а назад ни селам, ни нам, никому. То есть сам принцип перераспределения. Неужели недостаточно налогов на прибыль в Гагаузии, НДС, там куча налогов. Я думаю, что им достаточно, и не надо, чтобы друг друга мы зависели. Там тоже голосуют так, как желают. То есть, поэтому нас это не устраивает, и устраивает новое объединение, которое также будет, как в Народном собрании. Хотим мы даем, не хотим. Так и будет муниципалитет, 5 сел, Камрад. Хотим мы даем, там, Бешалме или другом не хотим. Это не должно быть. На берегу. Не хотим мы, не хотим, у них есть свой процент, есть коэффициент. Это их средства. И если мы не голосуем за внедрение этих средств, значит они просто никуда не теряются. И все. Это не должно быть просто. Я хочу там один совет вам дать, если вы будете дальше работать вот по принципу, ну, в смысле объединенного, добровольного объединения, и будут какие-то результаты и так далее.
Мне кажется, вот реформа на остальной части страны идет по неправильному пути там, где есть очень крупные объединения. У нас есть по 15 сел, да? Есть. 15 маленьких сел, Не которые- очень их много, так, но там 19 больше рядом с С городами. Да. То есть еще есть Гена имеет 13. Ген, То есть очень здесь надо индивидуальный подход иметь ко всем ситуациям. Коалиционный один. Но чтобы не получилось, так распределять. чтобы не получилось так, чтобы, допустим, чтобы работать по принципу вот распределения в начале года, как вы говорили, всех финансовых потоков по всем населенным пунктам, которые находятся в составе Комрата, чтобы не получилось так, что вы будете налаживать, допустим, транспортные или какие-то узлы, да, на основании вот, выполнения соответствующих услуг очень большими деньгами. Если это будет очень далеко, и если это будут Это очень... уже будут деньги, гранты, это в селах и Ну, городах. Нет вы должны таких денег, учесть чтобы эту покупать финансовую- дорогие автобусы, узлы, это, или очистные сооружения. Какое село в Молдове или город построился за свои собственные средства очистные сооружения? Наверное, Ни поэтому одно. и объединяются 15 сел Да, давно, чтобы бессмысленно. стать Я же крупными. перед этим сказал, что бюджет нашего города 0, уволили 85 человек, имеем какие-то деньги. У нас нет в бюджете денег. Я верну сейчас всех, кого мы уволили, 85 человек, мы будем минус 3 миллиона. Мы должны будем брать деньги, чтобы оплачивать зарплату. Это можно несложно посчитать в нашем бюджете. Уважаемый И в селах то же самое, нет этих средств. Я прошу прощения. Нет этих средств. Дело в том, что мы уже очень сильно перебираем со временем. И, может быть, мы не совсем правильно поняли роль господина Полиховича, он не является представителем правительства, он не является тем, кто продвигает эту реформу, которую мы сегодня обсуждаем. Наоборот, он подготовил научное исследование о том, что эта реформа очень фрагментарная и очень многих вещей она не учитывает. И поэтому возможны очень большие риски. Как раз его подход намного более глубже, чем то, что предлагает правительство, механически объединить просто населенный пункт. Он говорит о том, что эта реформа невозможна, и она не будет успешна, если не учитывать очень многие факторы, включая и налоговые изменения в действующем законодательстве. Александр Григорьевич, только одно уточнение, чтобы, коллеги, вы понимали, мы приглашали, как про Гагаузия, движение единомышленников, мы приглашали и как ее, господина Чернева к этой дискуссии, но он не смог. Поэтому, чтобы вы просто знали, мы приглашали, мы хотели, чтобы участвовал. И сейчас следующий эксперт еще несколько важных вещей обозначит, но те, кто не особо вовлечены в этот процесс, должны понимать, почему очень тема актуальна, потому что 1 июля заканчивается процедура добровольного объединения. Август. 1 августа, значит, уже поменяли. Значит, 1 августа заканчивается добровольное объединение. А 1 июля у нас уже пришло. 1 августа, да. А с 1 августа оно станет обязательным. И поэтому тут остались практически очень мало дней. И поэтому мы хотим эту тему обсудить, для того, чтобы Грузия больше знала о том, что происходит. Пожалуйста, господин Ключев, наш эксперт, продолжит. Нет, добрый день, уважаемые участники. Действительно, тема животрепещущая, как говорят. Если мы посмотрим за весь период развития автономии, вот говорили, если Гагаузия сейчас участвует, не участвует, а что будет, если мы не в процессе. Ну, хочу сказать, что в своем эволюционном становлении административно-территориального устройства Республики Молдова были периоды, когда Гагаузия участвовала, были периоды, когда Гагаузия не участвовала. Так получалось. И я, представив на одной встрече аналитический обзор, связанный как раз с этой темой, с административно-территориальным устройством Гагаузии, отметил, что Молдова в своем эволюционном развитии прошла 6 этапов. То есть, можно четко выделить 6 этапов с момента объявления независимости. Недаром один из первых законов был как раз значит, у любой страны административно-территориальное устройство, но, к сожалению, при объявлении независимости Молдова пользовалась до 1994 года прежним устройством бывшего СССР, Молдавской Советской Социалистической Республики. Да, то есть, к сожалению, не было трансформировано, и в 1994 году с момента принятия Конституции в июле месяце все-таки сделали ответственный шаг в стране и
пришли ко второму этапу административного новоустройства. Это когда вот, ввели районные структуры и сделали иерархию в населенных пунктах. И этот второй этап, он можно отметить с 95 по 98 год. И вот на этом этапе, в 95 году, третий этап коснулся как раз Гагаузии впервые, потому что мы поняли, что с 90 по 94 и 95 год, к сожалению, была та ситуация, которая была, и она приводила к тому, что не отражалось это никак в национальном законодательстве, в силу того, что Молдавская ССР, да. А с 95 года появился закон об особо правовом статусе АТО Гагаузия, и вот с этого момента появилось в пространстве административно-территориального устройства Молдовы как отдельный субъект. Да. Дальше, мы помним, 98 год, инициатива это следующий этап, переход к уездной системе. К сожалению, мы помним опять же, чем это закончилось. И вот этот этап, кстати, Гагаузия в нем не участвовала, потому что Гагаузия так и сохраняла особый правовой статус, а уезды были созданы. Но потом, мы помним, после очередных выборов произошел этап, когда отменили этот закон, который определил уездную систему, и вернулись к районным, ввели понятие муниципиев, и так далее, и так далее. То есть, соответственно, опять же, этот этап, он, когда принимался в 2001 году, он тоже не коснулся Гагаузии, потому что это касалось остальной части вокруг. Да? После этого практически можно сказать, что вот этот пятый этап, он был до 23 года, когда появилась вот эта стратегия о реформе публичного управления, обозначенная до 30 года, и последующие действия. Мы сейчас находимся с вами на 6-м этапе, так я выделил, изучая процессы в стране. Гагаузия одновременно прошла 2 этапа. То есть, если мы отделим процесс, а что же в самой Гагаузии? В Гагаузии было 2 этапа. Первый – это то, что мы в Гагаузии с 90 по 95 год у нас фактически действовала как бы старая система, как и в остальной части Молдавской Советской Республики, да, но с некоторыми отходами. Да? Почему? Потому что на том этапе в Гагаузию входили населенные пункты, которые формально входили в другие районы. Например, Чокмайдан, например, Авдар, например, Чалык и так далее. Да? То есть населенные пункты, которые в тот период входили в это образование Гагаузии. Но с 95 года, после принятия парламентом в 1994 году закона об особом статусе, я уже отметил, что в 1995 году это нашло отражение и в законе об административно-территориальном устройстве Республики Молдова. И первый закон, который принял новый состав Народного собрания, был какой? Об административно-территориальном устройстве АТО Гагаузия. Это отмечено, есть закон в реестре законодательных актов. Ну и, соответственно, почему первый? Потому что это говорит о важности. Поддержу тезис господина Поликовича о том, что это очень важно для того, чтобы обозначить, как мы видим в территориальном, в административном срезе развития региона. И до сегодняшнего дня мы фактически имеем то деление, которое было определено в 1995 году. А это 26 примарий, которые до очень долгий период мы делили так, что это было 3 города, 23 населенных пункта сельских, да. Но потом у нас в 2008 году Народное собрание Гагаузии приняло закон о статусе столицы, муниципия Камрад, как административного центра. Это второй закон в Гагаузии, который определил, опять же, повлиял на административно-территориальное устройство и статус населенного пункта. 2008 год зафиксируем. Ну и, соответственно, это нашло отражение и в национальном законодательстве, что муниципий Камрад как муниципий. Да? Что парадоксально? Парадоксально то, что де-факто мы имели решения, связанные, например, с изменением статуса Чедерлунги в 2017 году, который стал муниципием. Но в законе АТО Гагаузия этого не отражено. То есть он на национальном уровне изменился.
Сразу сделаю ремарку, ни Камрад, ни Чедоблунга сегодня не соответствуют статусу муниципия. Если возьмем по тем критериям, которые предъявляются сегодня к муниципии. И это, кстати, не только Чедоблунга и Камрад. Это практически все муниципии, за исключением муниципия Кишинев. Единственный муниципий, который соответствует тем критериям. Все остальные, к сожалению, тоже нет. Тоже нет. То есть по некоторым там нужно не только население, там ряд критериев, которые мы говорим, что это муниципий. Вот. Соответственно, вот этот момент в административно-территориальном законе, в Гагаузии административно-территориальном устройстве не было отражено. И есть другой парадоксальный пример, когда Народное собрание приняло изменение в закон об изменении статуса Кангаза, придав ему статус города, к чему я очень долго приводил на том этапе аргументы, что это на самом деле не соответствует потребностям и реалиям. Ну, были такие политические мотивы. Один из лидеров продвигал это дело. Ну и дошли до того, чтобы утвердить. Но в национальном законе это не изменилось. То есть получается, что село Кангас, оно так и осталось селом Кангас, согласно закону об административно-территориальном устройстве Республики Молдова. Вот поэтому мы имеем два парадоксальных примера. Один — внесение закона, а на национальном нет, а там есть в законе национальном, но в нашем региональном нет. Хотел также отметить следующий момент, что при выработке концепции в Гагаузии, на мой взгляд, ничего страшного, что мы не пошли впереди планеты всей, хотя, на мой взгляд, мы опоздали с этой реформой, мы могли провести ее и показать, и найти под это финансовые ресурсы, и показать остальной части республики, что вот мы эффект. Автономия, мы автономия, да. Потому что это, согласно статье 12 закона об особом статусе, относится к компетенции АТО Гагаузия, и Народное собрание и исполнительный комитет могли совместно с примарами инициировать эти процессы и пойти, как сказал господин Полихович, не час X сегодня, 1 августа, все, закрываем, ставим точку. Нет. Можно было начать с уровня Гагаузии. И здесь я сторонник того, что концепция изменения или реформы органов публичного управления в Гагаузии, она не может коснуться только лишь примарий, то есть первого уровня. Она, хотим мы того или нет, она сразу коснется всех уровней, то есть и региональных властей сразу. Почему? Потому что любые изменения на первом уровне, они вызывают вопросы, а как формировать представительный орган Народного собрания, да, а как соблюсти те параметры, которые заложены, да, количество депутатов, представляемых в Народном собрании от количества жителей, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, мы могли начать с районных структур и показать, почему. Потому что с точки зрения Молдовы, Гагаузия территориально не представлена районными структурами. У нас это фактически районные администрации, как часть органов региональных, то есть часть исполнительной власти. Продолжение. Продолжение, да. Поэтому в чем функции, и вот здесь, работая более 8 лет в органах публичного управления АТО Гагаузия, хочу сказать, что огромное количество дублирующих функций в районных администрациях. К сожалению, или к радости, я не знаю, в период своей работы нам удалось сократить численность районных структур. К сожалению, после 2015 года они опять вернулись в еще большем количестве на круги своя. То, что мы сегодня наблюдаем. И, на мой взгляд, это тоже должно быть частью той будущей концепции реформы в АТО Гагаузии. То есть мы должны не только говорить о примарах, примарском уровне, да, если взять концепцию, там 26 населенных пунктов, 15 плюс 11, 11, которые соответствуют, 15, которые, где численность меньше, чем 3000. Хотя, опять же, в своем аналитическом обзоре я отмечал, а почему 3000? Неужели 3000 это тот минимальный порог, который обеспечивает функциональность сегодня административно-территориальной единицы? Почему не 5? Почему не 10? Если мы говорим с точки зрения проектов, которые могут привлечь ресурсы, то это может быть порядка 30-40 тысяч. То есть это возможность уже привлекать серьезные фонды на серьезную инфраструктуру, потому что те же программы Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, GIZ и так далее, они все определяют, что меньше чем 40 тысяч абонентов, к сожалению, это не кредитоспособные.
То есть я не говорю о платежах, я говорю, они не кредитоспособны, то есть они не могут привлечь никакие кредитные ресурсы на развитие инфраструктуры. Поэтому вот думаю, что разработчики этой концепции, которая реализуется в Молдове, они, конечно, говорят о 3000, но давайте посмотрим, а в Гагаузии у нас есть пример коммун. Вхождение Алексеевки в рамках коммуны Светлый в Светлом, оно как дало развитие? Такой пример, огромное количество, я имею в виду в Молдове, огромное количество таких примеров коммун. И при проведении этой реформы кто проанализировал, как вот населенные пункты, входящие в коммуну, получили развитие, будучи членом этой коммуны? Это дало толчок для развития, это не дало толчок для развития. То есть такого анализа я, по крайней мере, нигде не встречал, к сожалению. И при выработке концепции в Гагаузии мы хотим или не хотим, но должны это сделать, ответ получить на эти вопросы, потому что у нас есть еще коммуна Верхний Кангашик, который абсорбировал в себя Нижний Кангашик и Дудулешты. Если мы, Дудулешты, и мы если возьмем перепись 2014 года, то там было 0. А сейчас по переписи 2024 года у нас появился один житель в Дудулеште. Да, но в 2014 году было 0. Но я вам хочу сказать, что для меня это тоже показательно. Почему? Потому что, например, если возьмем село Софиевка Тараклийского района, которое входит в коммуну Верхняя и Нижняя Албута, то в предыдущей этой переписи 2014 года Софиевка как административная АТЕ фигурировала. То есть 24 год, а там, кстати, гагаузы большинство, Софиевки вообще нет в перечне населенных пунктов, где была перепись. Вот, я к тому, что это вот примеры, то, что мы должны в том числе изучать. И почему я считаю, что мы опоздали? А потому что до того, как начался этот процесс, мы могли, в принципе, в том числе поставить на повестку дня, чтобы в концепции об административной реформе и добровольное объединение появился момент объединения с населенными пунктами, которые сегодня за пределами Гагаузии. Потому что закон 245 говорит четко, там есть часть, что объединение возможно только лишь с населенными пунктами внутри АТО Гагаузия. А что тогда говорится с той же Софиевкой, например, которая сегодня входит в коммуну Албата, но там, к сожалению, почему-то не был проведен референдум 1995 года, а закон 344 обязывал провести референдум, потому что там, где населенных пунктов более 50% гагаузов, там должны были быть проведены, тем более он компактный, он граничит с селом Светлый с этой стороны, или Салчия, 24 год, и 14 и 89 опять же гагаузы, но в Салчия, к сожалению, тогда не вошла, но почему, может, сегодня войдет в Гагаузию. И тогда у нас уходит анклавность, и вот в Гагаузии при выработке концепции мы должны учесть критерий анклавности, потому что у нас 4 анклава. Карбале, Копчак и 2 больших анклава. А ответы в законе 245, к сожалению, мы не находим про анклавность, потому что такие примеры есть и в Молдове. Вот, например, улица Димитрова, которая по итогу референдума 1995 года вошла значит, ее посчитали отдельно верх демократии в рамках, наверное, Совета Европы, надо это пропагандировать, что при проведении местных референдумов нужно считать голоса одной улицы. Ее так и посчитали, что здесь когда-то был новый Кортинг, давайте сделаем примарию новый Кортинг, который вошел в примарию Чалык. А почему сегодня? И большинство, кстати, этих жителей прописываются в других улицах Светлого, чтобы получать пособие из управления социального обеспечения АТО Гагаузия. И возникает вопрос, а эта реформа она для услуг, для граждан? Да. Тогда, может быть, нужно спросить у жителей этой улицы Новый Кортень, может быть, они все-таки хотят наконец-то войти в примарию, в коммуну Светлый. Так улица или села? Это улица, которую сделали отдельным селом. То есть, я же говорю, вы говорите спросить у жителей улицы, спросить у жителей села. Ну, села. Фактически это улица. Фактически это улица села Светлого. А жители села, у которого только одна улица. Улица Георгия Димитрова называется. Улица Георгия У Димитрова. вас получается пошутить, господин. Вот. И вот, к сожалению, вот эта концепция, которая сейчас реализуется, она вот ответов на вот такие вопросы не дает. А жителей-то этих населенных пунктов это волнует. Поэтому, на мой взгляд, что при выработке концепции в Гагаузии мы вот эти все аспекты должны учесть. Что для этого надо? Кроме того, я знаю, что вчера, мы начали эту встречу, да, что вчера была
встречи представителей исполнительного комитета Гагаузии с Приморским корпусом. Это первая встреча была? Я заявил, да, это впервые. Это впервые я отслеживаю, не было до сих пор дискуссии, хотя с 23 года неоднократно пытались это сделать и на радио, и на ТВ-каналах. Тогда мы озвучили с господином Перроном свою концепцию 5-15-25, 5 муниципалитетов, 15 депутатов, советников в советах и 25 депутатов Народного собрания. Да? По большому счету мы пришли к этому, да, 103 тысячи, если 5 тысяч, то как раз 21 депутат Народного собрания. Да, но закона нет регулирующего. Понятно, но я имею в виду, что концепция-то озвучивалась еще энное количество лет назад. Вот, поэтому вот эта встреча, которая прошла вчера, она, на мой взгляд, опять дает посылы и надежды Приморскому корпусу и жителям, но, к сожалению, представители исполнительного комитета не учитывают, что реалии-то поменялись. То есть Гагаузия создавалась в 1995 году, да, условия поменялись, и нам нужно идти в ногу со временем, в фарватере, потому что очередной раз я вижу, что в Гагаузии нет своего четкого видения выработки концепции по тому или иному вопросу. А господин Полихович уже отметил, что нас ждет следующее, это система образования. Это делегированная функция, до сих пор это было вот так, но сегодня государство думает, а что делать дальше с системой образования. На это нам и давали трансфер спецназначения, который мы тратили на эти цели. А если этого не будет, тогда это будет прямое финансирование. Следующее – это система здравоохранения. И почему я затрагиваю эти аспекты? Потому что по этим аспектам у нас тоже нет видения. И потом опять у нас в Гагаузии наступает этап, когда мы пытаемся запрыгнуть в вагон уже поезда, который тронулся, как с реформой сейчас. Но это все компетенции, которые в законе об особом правовом статусе прописаны. А раз они прописаны, то в Гагаузии мы должны иметь свое видение по этим вопросам, выработать свой концептуальный документ, принять местный закон с учетом национального законодательства, а не в конфликт идти с национальным законодательством. Да, могут быть национальные какие-то, то есть местные особенности, но в принципе коррелировать с законом, национальным законодательством. И вот в очередной раз мы видим, что вот такая позиция исполнительного комитета: не переживайте, все будет хорошо, ни одну примарию это не коснется. Оно коснется. Почему? Потому что оно касалось и до сих пор. Когда я слышу, что буквально позавчера, что роддом в Вулканештах будет закрыт, потому что количество роженец уменьшилось, и по видению Министерства здравоохранения будет перенаправлены в Кагул, то возникает вопрос: мы из бюджета АТО Гагаузия на протяжении десятилетий покрываем расходы в виде спецтрансфертов из центрального бюджета на покрытие расходов больницы Вулканешт. И мы содержим, и мы делали проекты по модернизации, по реконструкции, потому что все инвестиции в систему здравоохранения, к сожалению, фонд обязательного медицинского страхования не покрывает. И это все те проекты, которые удается привлекать либо региону, либо публичным учреждениям. И тогда вопрос: а почему это озвучивается там, и где позиция Гагаузии опять? Да? Один пример одного учреждения. Поэтому в контексте реформы публичного управления в Гагаузии мы должны найти для себя понимание, что это не просто примарии, это не просто расчерчивание границ, это пересмотр полномочий региона и первого уровня, но в том числе это и в контексте того, что озвучил господин Полихович, это и пересмотр полномочий самой Гагаузии и четкое закрепление для того, чтобы уже поставить точку и понимать, где мы имеем свои, где у нас свои полномочия, где у нас совместные полномочия с центром, а где это, извините, полномочия центра. Да, если он посчитает, что нужно делегировать автономию, как сказали, то с деньгами, пожалуйста, делегируйте. А не так, как берите социальных работников, но с завтрашнего дня, извините, думайте, как вы их будете содержать, потому что центральные органы власти изменили концепцию, потому что кому-то так захотелось. Так не бывает. Поэтому реформа в Гагаузии, она коснется каждого жителя и каждый населенный пункт.
Поскольку вы затронули, что вчера была вот эта встреча примаров, исполнительный комитет пригласил примаров на встречу на первое обсуждение этой реформы, у меня к вам вопрос. Итогом этой встречи стал следующий заголовок в новостях, который мы видели, и приблизительно мысль звучала так: мы не позволим закрыться ни одному маленькому селу в Гагаузии. Нет, ни одной примарии. Ни одной примарии, простите, да. Вот как это понимать? То есть это первое заседание, первая встреча, и что же, ну, то есть, как вы понимаете, либо нужно вырабатывать какое-то свое отношение к реформе, которая уже идет, потому что просто ультимативно говорить, что мы не позволим, так может быть мы и не хотим, но что мы для этого сделаем, чтобы не объединять или объединять для чего-то. То есть мне кажется, что нет позиции исполнительного комитета, и я прошу вас как эксперта на этот вопрос ответить. То есть одними как заявлениями не решается же позиция? Естественно. Для того, чтобы делать такие утверждения, наверняка исполнительный комитет был выработан какой-то документ, что потребуется, какие вливания с центрального бюджета от Гагаузии, я говорю всего лишь о центральном, не в целом бюджете Гагаузии, потому что мы как раз можем вот эти 400 с небольшим миллионов лей, которые... Собственно, это да. И что мы и как мы видим перераспределение, опять же, видите, перераспределение ресурсов, межбюджетные взаимоотношения, что мы сохраним эту примарию. А говорить просто так, что, извините, этого мы не дадим сделать, ну тогда вопрос, а как вы тогда в соседнем населенном пункте Ферапонтовке пошли на закрытие гимназии? То есть, почему тогда они противились этому? Да, то есть, а здесь был первый пример вообще в Республике Молдова, когда создали гимназия, смежный детский сад. Это был первый пример в целом в Республике Молдова. Первое это сделано было в селе Ферапонтовка. Сегодня финансовые возможности не позволяют обеспечивать функциональность гимназии, сохраняется только детский сад, и тогда в контексте этого кто-то лукавит. То есть, если не удалось сохранить гимназию, где финансовые потребности по сравнению с сохранением примарии, это совсем другие потребности, да, то такие утверждения на руководителей региональных властей, это, на мой взгляд, смахивает чуть-чуть на популизм. Да. Если коротко. Дальше, потому что у нас, да, пожалуйста. Можно я буквально 5 минут? Можно? Про административную реформу я немножко не соглашусь, потому что здесь по Гагаузии она не обсуждалась. Среди примарского корпуса она обсуждалась и неоднократно. У нас были наши встречи проводились, где мы обсуждали данный вопрос. С какого периода, я извиняюсь, с какого периода? С какого периода начались обсуждения? Сейчас, это сейчас. Да. А по всей Молдове, если вы были внимательны, обсуждения еще были в феврале месяце. Нет, у нас сейчас буквально начали мы обсуждать, когда этот вопрос. Поэтому даже я считаю, что вот, как вы говорите, не обсуждалось, это очень поздно. Ну, я не говорю, что это рано или поздно, я говорю, что она обсуждалась. Данная реформа предусматривает, как вот сколько у нас были встречи, в том числе с экспертами, всегда сводится к 2 плюсам с их стороны. Это первое, о том, что маленькие села это не самодостаточно финансово. И второе, это оказание более качественных услуг данному населенному пункту. Ну, давайте немножко раскроем вот это. Насчет самодостаточной финансовой стороны. У нас наш бюджет, я возьму на примере населенного пункта Бешалма. У нас сегодня бюджет 13 миллионов лей. Из них около 7 миллионов это детский садик, который финансируется из центрального бюджета. Это касается и крупных населенных пунктов. Везде детские садики финансируются через центральные власти. Следующий у нас есть таможенный фонд, который тоже финансируется через центральный бюджет. Это касается в том числе и крупных населенных пунктов. Если вот эти мы две позиции с 13 миллионов убираем, так у нас остается около 6 миллионов лей наших, которые идут в затраты внутри населенного пункта для развития села и в том числе для оплаты заработной платы. Из 6 миллионов у нас мы собственно собираем 3 миллиона лей. То есть вначале было указано на то, что там 11%, я не знаю, откуда это берется. Что хочу сказать, что некоторые населенные пункты, малые населенные пункты,
возможно, больше самодостаточны финансово, чем более крупные населенные пункты. Это в том числе связано с экономической деятельностью внутри населенных пунктов. Здесь сколько остается на развитие села? Все это вам хватает? У нас остается, кроме вот этих 6 миллионов, 3 миллиона это собственно, у нас кроме заработной платы составляет около 4 миллионов гривен. 4 миллиона. 2 миллиона гривен остается на развитие населенного пункта. Села. Да. Это не считая дорожного фонда и детский садик. Здесь простой выход с этой ситуации, на мой взгляд, который здесь ответили о том, что с 1 января, если вводят налог по месту жительства, то населенные пункты вот эти, они будут более самодостаточны и они будут более финансово способны влиять на развитие села. Что я имею в виду? У нас сегодня огромное количество людей работают в городах, которые они в 8 утра уезжают, 5 вечером приезжают, но с 5 до 8 утра они пользуются нашими услугами, имеется в виду дорога, свет, вода, все это, но они практически на бюджет населенного пункта ничего не влияют. Потому что весь налог остается в городе, где он работает. В городе, в регионе. Ну, придет, да, придет. Я устал, нет, все говорят, что 240 миллионов. Взять регион назад 60-70. Поэтому в городе остается. Вот в регионе остается. Вон деньги там, в регионе, оттуда. Поэтому налог, вот это введение вот этого налога, это позволит населенным пунктам намного лучше и эффективнее развиваться. Насчет оказания услуг. Сегодня в маленьких населенных пунктах оказание услуг идет в некоторых позициях более эффективно, чем в крупных. Что именно касается эффективности? Ценовая политика. У нас сегодня намного дешевле оказание услуг, вывоз мусора, стоимость воды, у нас выкачка там септика. Вот это все намного дешевле по сравнению, в том числе даже с городом. У нас разница очень большая. Поэтому сегодня услуги, все, которые необходимы, в маленьких селах, они оказываются. Они окупаются у вас? Они у вас окупаются? Вот, у нас они... Они у вас окупаются? У нас есть муниципальное предприятие, которое самодостаточно. Мы не оказываем им никаких финансовой помощи. Но еще один нюанс меня интересует. И оно получает, имеет свои деньги на развитие. У вас же все-таки идет износ. И вы пользуетесь тем, что есть старое. Вот. Нет, у нас сегодня, если необходимо, они сами все меняют, насосы. Если необходимо ремонтируют все, они сами. Примария не оказывает. Хорошо, ремонт поддерживает состояние. А на развитие, например, вот. Дальше? Единственное, чем мы помогаем данному муниципальному предприятию, мы сейчас пишем проекты установки солнечных панелей. Для того, чтобы поддержать их, для того, чтобы цену воды удерживать на уровне на сегодняшний день 20 чтобы сэкономить. Да. И я категорически против того, чтобы оказание услуг, как сказали, перейти на бизнес, потому что сегодня муниципальное предприятие это не является доходным предприятием. Она функционирует ровно настолько и настолько цену установлена для того, чтобы она оставалась нам по плану. Ну да, вот, не имея какие-то доходы, потом для того, чтобы там зарплату у кого-то поднимать и каким-то премиям. То есть сегодня они самодостаточны в плане того, чтобы закупать необходимое оборудование и оплачивать минимальную те заработные платы, которые предусмотрены законом. Следующий вопрос. По административной реформе, если возвращаюсь. Сегодня данная административная реформа предполагает закрытие примарий и открытие вместо них единого, как там такое что-то будет называться, где нас уверяют о том, что люди не будут ехать в другие населенные пункты и чтобы за справками. Сегодня работа примарии, задача примарии не стоит в выделении, выписывать эти справки. Намного больше задач и проблем, которые решает сама примария, и они не сводятся только в справках. Сегодня примария оказывает огромный спектр помощи и услуг населению, начиная в том числе с социальной программы, которые есть в маленьких селах, которые нету и в крупных населенных пунктах. Сегодня примария ищет
инвестиции, я не говорю про инфраструктурные проекты, инвестиции в виде экономических агентов, которые открывают рабочие места в этих населенных пунктах. У нас, я очень правильно сказал Сергей Ильич о том, что нам для этой административной реформы мы должны сперва определиться определенные самые главные вещи. Налоговая политика какая будет? Куда будут поступать финансовые средства этих маленьких населенных пунктов? Как будет возможность влиять этих маленьких населенных пунктов бюджетный процесс, общий бюджетный процесс вот этого крупного населенного пункта? Если сегодня город Камрад имеет 26-27 советников, если туда будут маленькие села, если будут выборы, у них же там будет 1-2 представителя в совете. Каким образом эти люди смогут влиять на принятие решений в городе? Все же понимаем прекрасно это о том, что сегодня каждый советник пытается привлечь инвестиции, и он будет абсолютно пытаться все, чтобы это было, оставалось в городе. Эти два советника ничего не могут повлиять на вот это. Поэтому есть очень много вопросов, есть очень много еще задач, и для того, чтобы все понимали вот эту административную реформу. На сегодняшний день для меня эта административная реформа непонятна, и каким образом его будут внедрять в Гагаузии, тоже непонятно. Почему? Потому что для того, чтобы внедрять эту административную реформу, необходимо внести изменения в уложение Гагаузии. Потому что в нашем уложении Гагаузии есть структура административной нашей реформы. Выход из ситуации здесь очень простой. Два выхода из ситуации. Первый – это проведение на территории Гагаузии выборов Народного собрания, для того, чтобы Народное собрание в дальнейшем разработало административную политику территориальную внутри нашей Гагаузии. Это первое, и это основополагающее для того, чтобы мы смогли это все сделать. И еще одно, очень простой и очень правильный пример Сергей сказал насчет по Финляндии. Очень правильно. Действительно, может есть и какие-то большие плюсы вот этим объединениям. Давайте мы это увидим. Мы увидим, пусть кто желает добровольно, объединяются, нет проблем никаких. Ну, через 4, через 5 лет увидим, что действительно в этих населенных пунктах есть развитие. И действительно мы потом сами придем к тому, что вот это добровольное объединение необходимо. И мы будем сами выходить с инициативой для того, чтобы мы объединились с другими населенными пунктами. Но данная инициатива должна обязательно, на мой взгляд, проводиться через внутри села референдум, для того, чтобы жители высказались. Если будут плюсы, то мы первые, кто будем высказываться о том, что давайте объединяться с более крупными населенными пунктами. Поэтому вот это добровольное объединение, необходимо его продлить на 5-10 лет, для того, чтобы каждый увидел свои плюсы, осознал, и нет проблем. Если мы увидим свои плюсы, естественно, мы будем первым, кто будет за это людей агитировать, чтобы они голосовали. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, на территории Гагаузии данная административная реформа невозможно проводить. Есть законодательные барьеры в том числе самое главное это наше уложение. И я считаю, что административная реформа она была в 1995 году, когда нам дали статус как Гагаузия. Спасибо большое, господин примар. И вы знаете, я вот сейчас подумала о том, что вот такое мнение цельное одного примара, но мне в обществе, в общем-то, в информационном пространстве очень не хватало, как человеку, который интересуется тем, а что думают примары Гагаузии, а что думает сообщество. И, собственно говоря, поймите нас правильно, мы каждому из вас очень благодарны, что вы пришли на эту дискуссию, потому что мы это хотели, как про Гагаузию, создать. Дать возможность высказаться для того, чтобы и люди, которые смотрят общественное телевидение ГРТ, которые в YouTube зайдут и посмотрят там, где мы с вами это опубликуем на наших каналах, чтобы люди, граждане, ведь реформа посвящена кому? Гражданам, говорят эксперты, причем каждый говорил, гражданам должно быть лучше от этой реформы. Значит, надо о ней объяснять, говорить. Спасибо за мнение. И у нас еще один эксперт, Игорь Гусейнов, который тоже у нас очень ограниченное время, мы с вами должны за короткое время, понимаю и знаю,
Игорь, пожалуйста, вам слово очень коротко, и затем обобщим еще, может быть, вопросами и подведем итоги. Благодарю, во-первых, благодарю за приглашение, за возможность обсудить данный вопрос, который действительно является актуальным. Активное обсуждение данной реформы, в принципе, началось еще в прошлом году, но, как я отметил господин Яковлевич в начале нашей дискуссии, вопрос публичного обсуждения имеется. Да? Насколько активно он обсуждался и насколько качественно обсуждался, да, имеются вопросы. Что происходило в Гагаузии и сам процесс обсуждения Гагаузии? Я выскажу свое мнение, то, что я наблюдал. Если на национальном уровне имелись какие-то связи, публичное обсуждение на уровне центральных органов власти, государственных органов власти с первым уровнем власти, в том числе и с представителями органов власти первого уровня Гагаузии, как минимум 3 встречи, на которых в том числе я присутствовал, потому что данная реформа для меня тоже интересна, я, в принципе, с самого начала мониторизирую этот процесс. Здесь присутствуют ремары, которые подтвердят, что мы обсуждали и в рамках непосредственной встречи. Далее мы наблюдаем канал публичного обсуждения, да, между первым органом местного публичного управления первого уровня с населением в ряде населенных пунктах Республики Молдовы, за исключением Гагаузии. Это имело место быть. Далее были обсуждения на уровне государственных органов власти, в частности правительства, парламента, напрямую с населением. Здесь также присутствуют участники, которые тоже непосредственно принимали участие в таких обсуждениях. На уровне Гагаузии что было? На уровне Гагаузии, за исключением того, скажем, канала обсуждения государственных органов власти посредством, в частности, государственной канцелярии первого уровня, больше мы не наблюдали. Единственное, как уже вы отметили, вчера, первая встреча, с представителями центральных органов власти Гагаузии, в частности, исполнительного комитета, и представителем примирий, да, местного органа власти первого уровня примирий. Почему так происходит? Да, этот вопрос остается открытым. И вот это отсутствие диалога, отсутствие обсуждения, в принципе, нас настораживало. То есть и в рамках гражданской диалоговой платформы мы подняли этот вопрос, что, наверное, стоит обсудить и данную реформу, которая, в принципе, реализуется достаточно активно, обсуждается на национальном уровне. Это было в том числе и, скажем так, запрос со стороны примирий. И коллегами был разработан два, в принципе, документа, аналитических документов, в которых мы представили свои видения, свои сценарии того, что происходит. Я остановлюсь на том, что непосредственно я и мой коллега Михаил Шальвир, мы, в принципе, разрабатывали эти видения. Оно касается непосредственно Гагаузии. То есть мы сконцентрируемся сейчас исключительно на ситуации в Гагаузии. Еще один момент, с которым, в принципе, единая позиция была во всем, это то, что все в мире развивается, все меняется. Поэтому потребность в изменении государственного управления, государственного менеджмента как на уровне государства, на уровне местном уровне имеется. Так об этом, в принципе, высказывается, вы, наверное, наблюдаете и экспертное сообщество. Поэтому также считаю, что имеется необходимость однозначно. В принципе, на всех уровнях власти, и господин Турчук говорил об этом, я поддерживаю, в принципе, ту позицию, которую, в принципе, я не сейчас остановлюсь. На уровне Гагаузии мы действительно не видим видения, да, то есть позицию, стратегию развития данной системы государственного управления. Более того, у нас не имеется стратегическое видение, в частности, социально-экономического развития. Да? Уже достаточно несколько лет
Просто не да, функционируем, государственная система функционирует без стратегии, без четкого видения хотя бы на краткосрочную перспективу, куда должно двигаться и, соответственно, какие действия, какие мероприятия должны проводиться в этом направлении. Я перейду непосредственно тем предложениям, остановлюсь очень кратко и постараюсь по тем вопросам, которые были озвучены, и вопросы, которые были озвучены в системе примеров, в принципе, здесь раскрыть. Ну, коллегам было сказано, что непосредственно стратегия началась после принятия, прошу прощения, непосредственно реформа началась непосредственно после принятия стратегии публичного управления 2023 год на 2030 год. И в рамках данной стратегии имеется один, так скажем, модуль, который, в принципе, четко определяет внедрение реформы местного публичного управления. Имеется в теории, да, 3 подхода в реализации реформ: снизу вверх, сверху вниз, ну и смешанный. В принципе, Молдова пошла по пути смешанному, когда на сегодняшний день предполагается что-то снизу вверх до 31 июля, когда местные сообщества, органы местного публичного управления первого уровня принимают соответствующие решения. После 31 июля предполагается, что пойдет непосредственно нормативное укрупнение. Здесь также вопрос, что касается транспарентности, то есть не совсем понятно, каким образом, да, то есть альтернатива. Если мы объединяемся, проходит данное укрупнение добровольно, и если мы не укрупняем, не происходит добровольное укрупнение, да, то есть какие сценарии видятся? Кто будет выбирать, да, населенные пункты, которые должны объединяться? Просто так легче, на мой взгляд, и принять решение местного органа власти. Да? Вот здесь присутствуют примары, которые также, вот им, наверное, интересно. Хорошо, я сейчас не объединяюсь, но что меня ждет, когда будет нормативное, с кем я объединюсь? И тогда легче и анализировать, на мой взгляд, да? Стоит? Механизм. Да, механизм. Потому что имеются у нас те 3 исследования, да, там разные сценарии, очень много сценариев. Если мы, симуляция. Да, симуляция, в частности, 2018 года, который разработан 5 сценариев, ну там на национальном уровне имелось. Но на сегодняшний день четкого понимания и по какой ситуации мы пойдем, скажем, после того, как уже наступит момент непосредственно этапа нормативного реформирования, мы не знаем. Я остановлюсь здесь, в частности, говорю, очень-очень кратко, потому что коллеги по многим моментам уже остановились. Я остановлюсь на тех цифрах, возможно, которые были интересны. Да? Мы наблюдаем, что один из главных факторов и потребность, которая вызывает, да, реализация данной реформы, является демографическая ситуация Республики Молдова. К сожалению, данный фактор, он очень сильный, он порождает ряд других проблем, в том числе и финансового характера, на которые как местные органы власти, так и государственные органы власти не могут сиюминутно как-то повлиять. Даже в лучшей ситуации, да, для этого необходимо будет определенное время для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Но мы видим, что за последние 10 лет, согласно тем статистическим данным, количество населения по Республике Молдова уменьшилось на 13,6%, в то же время по Гагаузии на 23%, я буду округлять. Да? То есть мы наблюдаем, что темп прироста, вернее, темп спада населения на территории Гагаузии достаточно опережает, чем в среднем общенациональный. Также имеется карта, так скажем, аналитика по населенным пунктам. Из 26 населенных пунктов мы видим, как и говорила госпожа Инна Вринчан в начале, да, только 15 населенных пунктов имеют население, вернее, да, имеют население менее 3000 человек. Ну, здесь я уже и в разрезе, да, то есть по зонам разделил, где критичная ситуация, это 4 населенных пункта, где менее 1000 человек жителей, и от
до 1500 это 5 населенных административно-территориальных единиц, прошу прощения, и 6 административно-территориальных единиц это от 1500 до 3000 населения. Сергей Ильич затрагивал вопрос и доходов, что касается бюджетов. Очень показательно здесь. Да, ну, мы больше, наверное, будем обращать внимание на структуру дохода бюджета Приморья и Гагаузии. Собственно, доходы составляют 30%, но это, опять же, средний показатель по Приморье. Потому что, если брать такие крупные населенные пункты, крупные Приморье, как Приморье, Камрад, Чадмуга, конечно, где процент, соответственно, собственных доходов больше, там, порядка 50%, то есть населенный пункт, вот мы сегодня слышали господина примара Бешалмы, там порядка 20-23%. Но есть действительно населенные пункты, где собственные доходы составляют 10%, 11%. О том, о чем говорила в своем анализе госпожа Инна Брынчан. Игорь, это дохода 50, а сколько расходов? У нас есть Сейчас, у нас есть много чего, а у них нет Сергей Ильич, сколько от моих доходов. Сергей Ильич, следующая диаграмма. Да, это главное для нас. Сергей Ильич, следующая диаграмма от расходов. Да, о том, о чем вы говорите. Опять же, больше обращаю внимание, наверное, на структуру расходов бюджетов Приморья. Был задан вопрос, что касается капитальных инвестиций. Мы видим, что капитальные инвестиции составляют 3-6%. То есть в разные годы по-разному. Это вот крайне малый показатель. Причем за последние 5 лет, даже 10, можно проанализировать, 5-10 лет, идет тенденция к уменьшению. Что касается расходов на капитальные... 0,5% для Камрада, почему 3,6%? 3,6% это больше. Средний. 7%. Вы съели одну котлету, мы съели 5. Да, ну, в любом случае мы согласны с тем, что расходы, связанные с капитальным вложением, крайне низкие. Поэтому мы видим, да, социальную сферу, это 60% и до 80%, да, может доходить в зависимости от бюджета. Но в социальную сферу это мы говорим про школу, в частности, да, ну и те социальные программы по социальным пособиям и так далее, которые имеются на уровне Гагаузии. Это, да, это и хорошо, и плохо. Почему? Потому что, с одной стороны, мы поддерживаем население, потому что есть необходимость, мы поддерживаем, направляем средства на поддержку, на развитие ребенка, так как детские сады, до университетские учреждения. В то же время, опять, возвращаемся к этому вопросу, что касается на инвестиционные расходы, ну, 3-5%, к сожалению, мы понимаем, что никакие крупные капитальные вложения или реабилитации, да, инфраструктурных каких-то проектов, в том числе развитие коммунальных услуг, мы не можем говорить без того, как привлекать за счет внешних средств. Да, кстати, их нет. Ну, здесь мы говорим про вызовы, это демографические, финансовая зависимость, опять же, да, зависит, они очень все взаимосвязаны, эти критерии, эти факторы, так как уменьшается количество населения, соответственно, предлагаемая база уменьшается количество населения, это инвестиционная привлекательность, соответственно, уменьшается, потому что тяжело привлечь инвестора, если говорить даже и о крупном инвесторе, если говорить и о крупном инвесторе, тот населенный пункт, где практически населения нет, да, в том числе активного, в частности активного населения, это могу сделать другой график, где показать, где более плачевная ситуация активного населения, то есть то население, которое непосредственно является активным на рынке труда, да, то есть рабочая сила. Ну, кадровый голод, потому что в небольших населенных пунктах действительно имеются проблемы привлечения или удержания, да, тех специалистов, в частности в узкой какой-то направленности. Ну и да, сценарий, то есть мы провели там достаточно глубокий анализ ситуации, которая имеется в АТО Гагаузии. И предлагаем следующие 3 сценария, которые мы видим в развитии. Да, первый — это сохранение статус-кво, то есть мы оставляем все как есть и даже не обсуждаем, не поднимаем этот вопрос. Второе — это полное вовлечение, то есть мы вовлекаемся в процесс, проводимый на национальном уровне.
хотя уже понятно, что мы достаточно опоздали, здесь имеются и те проблемы даже технического характера, потому что даже если гипотетически предположить, что имеется населенные пункты, которые бы хотели провести или инициировать добровольное укрупнение, вы знаете, согласно данной процедуре необходимо пройти через народное собрание. С народным собранием ситуация также, знаете, какая. Имеются те ограниченные полномочия, в частности, принятие законов и так далее, так далее, так далее. Ну и третий сценарий, который предлагается, на мой взгляд, достаточно интересен и более удобен был бы для Гагаузии, это собственная модель. Соответственно, раз мы имеем те полномочия, что касается и территориального устройства, и организации публичного управления внутри Гагаузии, почему бы не выработать свою собственную модель? Ну, это и в том контексте, который я говорил в начале, это отсутствие вообще той стратегии. Отсутствие, по крайней мере, не в публичном пространстве мы это не видим. Да? Отсутствие какой-то аналитики, что вообще происходит на уровне примарии, на ближайшую перспективу или на долгосрочную перспективу, ответить на ряд вопросов, которые имеются у местного публичного управления, в частности первого уровня, на вопросы о финансовой устойчивости в ближайшую перспективу. Ну, здесь мы такую сравнительную таблицу, матрицу сценария сделали. Вероятность реализации. Да, вот по первому, если мы говорим о сохранении статус-кво, то, на наш взгляд, была высокая, и, в принципе, она подтверждается. В частности, после вчерашней встречи, которая была проведена региональными органами власти и представителями мест первого уровня власти, полное включение и собственное. Теперь взяли за основу тот сценарий, где собственная модель. Да? Если мы пойдем по сценарию, собственно, что можно было бы предложить, то, что мы предлагаем, для реформирования местных органов власти. Да, еще один момент хочу подчеркнуть, что в рамках данного анализа мы не предлагаем какой-то готовый рецепт. Одна из главных задач была обсуждать. Да? Поэтому мы не говорим, что это те предложения, которые здесь будут озвучены, которые озвучены уже, являются правильными или... То есть это как некоторые предложения, которые могли бы стать в основу тех обсуждений. Итак, мы имеем три таких концептуальных сценария. Первый статус-кво, когда мы ничего не меняем, оставляем все как есть, идем на самочок, оставляем все. Второй — полное вовлечение. Третий — собственная выработка своих реформ. В рамках третьего, где собственное, мы предлагаем другие три, уже непосредственно конкретные сценарии, да, конкретные модели, да, по которым можно. Это можно было бы пойти. Это что касается функциональной интеграции, то есть она предполагает не изменение границ административно-территориальных единиц, но создание функциональных каких-то кластеров, в частности 4-5, об этом и господин Кирчук говорил, да, в том числе, возможно, как муниципалитеты. Это один сценарий. Второй — это гибридная модель, которая предполагает, помимо функциональной кластеризации, так скажем, функционального объединения, то есть объединение, чтобы было понятно, объединение нескольких населенных пунктов для оказания тех услуг населению совместно, сообща с некоторыми населенными пунктами. Какие-то формы такой модели уже существует, на мой взгляд, достаточно активно и эффективно. Мы можем отметить про местные инициативные группы, так называемые МИГи, да, которые также населенные пункты объединяются и реализуют какие-то совместные проекты. Для этого, в принципе, есть и нормативная база для улучшения функциональной базы. Ну и третье, это радикальная институциональная, которая предполагает затронуть не только первый уровень, реформу органов местного публичного управления первого уровня, но также и центрального органа власти Гагаузии.
И я думаю, рано или поздно мы к этому придем. Почему? Потому что реформирование первого уровня, она однозначно будет затрагивать и может затронуть, и что касается системы Народного собрания. Да, мы помним, как один из, скажем, критериев, да, избрания депутатов Народного собрания является то, что он должен представлять минимум один населенную территориальную единицу. Да. Поэтому здесь будут возникать вопросы. Да. Здесь вопрос и со вторым уровнем района. Ну, здесь тяжело сказать второй уровень, потому что второй уровень, так называемый Камрадский район, Чадрунский район, Вулканический район, он функционирует только согласно нашим местным законам. В национальном законодательстве данного уровня нет, отсутствует, да, и, соответственно, не признается. Поэтому на нашем на местном уровне, на уровне автономии необходимо все-таки пересмотреть. Если мы оставляем второй уровень, Камрадский район, Чадрунский, Вулканический, тогда вопрос, нужно четко определить задачи перед данными институтами власти, да, а чем занимаются, что они будут делать. Ситуация такая, что в процессе проведения подготовки исследования не нашел ответ даже у тех специалистов, которые работают в публичной сфере, в органах власти, чем занимаются конкретно. Они сами не знают, скорее всего, чем занимаются. Зачем они нужны тогда в таком случае? Осваивать около 50 миллионов в год. 50 миллионов в год — это 3 районные администрации. Это бюджет, который тратится на содержание 3 районов. Транспорт, зарплаты. Взять человека на работу не дать. А где дают зарплату, дают прямо? Екатерина, открывается огромное количество госпредприятий, где такие функции есть. Так что давайте политические аспекты сработать. Шутка понятная. Да, и еще несколько моментов, которые тоже было озвучено о тех рисках. Хорошо, если мы идем, оставляем все как есть, имеется мнение, да, что нас никак не коснется. Коснется, в частности, малых населенных пунктов по привлечению инвестиций. Потому что уже различные фонды, серьезные фонды, один из критериев является численность населения. Да? На сегодняшний день имеются фонды, где 1500 человек, 3000 человек. И я уверен, что после реализации данной реформы, как фонды профинансируются с государственного бюджета, так и международные партнеры будут однозначно устанавливать четкий этот критерий. Поэтому привлекать инвестиции, привлекать грантовые средства в населенные пункты, которые не будут соответствовать тем критериям, он огромен, в принципе, данный риск. Спасибо. Можно одну ремарку только? Дело в том, что перешли к вопросу, когда я не закончил, что в моем аналитическом обзоре, который Игорь тоже озвучил, было тоже 6 сценариев озвучено. Один из них статус-кво, то есть ничего не меняем, остаемся той же белой вороной и говорим, нет, вся Молдова меняется, а мы также остаемся. И следующие 5 сценариев, вплоть до, опять же, последнего, который основан на принципиально собственной модели и реформирования не только примарии, нового устройства, но и региональных структур, как представительных, так и исполнительных органов власти. Еще один аспект, Игорь указал, межкоммунитарное сотрудничество, я о нем тоже говорил, и мне вспомнилось, я недаром это хочу сейчас отметить, потому что 2013 год, 2014, я еще работал в исполкоме, и тогда родилась идея, кстати, межкоммунитарного сотрудничества тогда не было в 435-м законе об административной децентрализации, тогда не было. И мы тогда подумали, а почему не попробовать в Гагаузии? Потому что UNDP тогда обсуждал, предлагал, но не было первых шагов. И, как сейчас помню, как мы сейчас стоим на этапе, а давайте что делать в административном, да, тогда же ставил вопрос, а давайте попробуем, может быть, новую модель межкоммунитарного партнерства. И тогда, пользуясь должностными функциональными обязанностями, как заместитель председателя исполкома, я инициировал встречу с примарами с 6 населенных пунктов. Это было в кабинете примара. Я любил проводить территории, не в Камрад всех приглашать, а выезжать на месте. И вот в примарии села Кангас
примар Кангаза, примар Светлого, примар Русской Кисели, Котовского, примар Баурчи и примар Бешалмы. Тогда, по-моему, не Валерий, был еще Драган, да? Уже только, по-моему, свежий примар. И тогда возник вопрос, давайте попробуем на основе межкоммунитарного партнерства модель сбора вывоза мусора. Потому что населенный пункт, мы видим, вспоминайте, 2013 год, все завалено, несанкционированных мусоросвалок немерено. На том этапе провели анализ из 78 гектар под мусорными свалками в Гагаузии. К тому этапу уже было около 120 гектар. То есть И в итоге, почему я отмечаю? Потому что следующая встреча из 6 примаров ничего не давили, это было все добровольно. На следующую встречу пришли только 4 примара. Валерий сказал, что мы самостоятельно. И примария Баурчи тоже сказала, Попас, мы самостоятельно. Окей. Региональные власти восприняли эту позицию как достойно. Есть право на свою модель. Окей. И 4 населенных пункта согласились инициировать вот это партнерство. После этого начал убеждать уже я, UNDP и так далее, давайте сделаем пилотный проект. И это все закончилось в итоге с тем предприятием, которое сегодня работает в Кангазе. С 2014 года оно уже начало свою работу. Год ушло на вот эти все договорные и так далее, оформление договоров, тендеров, приобретения. И сегодня это предприятие продолжает оказывать услуги в этих населенных пунктах, но остались уже не 4, а 3. Ну, 4-й примария накануне подписания договора тоже отселась. Это Фильчаков, коммуна Светлый. И остались только Русская Киселия, Котовская и Кангаз. Это о чем говорю? Вот эта модель как раз внедрения, когда никто никого не давил. Примарии хотят, включаются в процесс. Не хотят, не включаются. Но сам факт, то, что сегодня эта модель продолжает работать, предприятия продолжают вывозить мусор, и все отлично. И еще один аспект, я сразу скажу, что я в своем обзоре не касался финансов, как Игорь. Почему? Потому что я не согласен принципиально с той моделью, которая действует до сегодняшнего дня в формировании бюджета АТО Гагаузии. Почему? Потому что мне понравилась идея Инны. Каждый житель – это доход примарии. А для Гагаузии почему-то модель «каждое предприятие – это доход Гагаузии» не работает. Порядка 170 предприятий – Трансойл, Петромол, Ромпетрол, Линелла, могу продолжать цепочку, 170 предприятий, в том числе все банки, все страховые компании. Филиалы зарабатывают деньги в Гагаузии, но НДС, акцизы и подоходный налог с юрлиц продолжают уплачиваться в бюджет страны без какого-либо перераспределения. Поэтому, на мой взгляд, это как раз то, что должно возвращаться и в этой модели. Как раз муниципий Коврат был бы вообще в шоколаде, потому что если бы деньги возвращались в том, как они должны возвращаться, потому что Кауфланд и так далее, и так далее, и так далее, то в этом случае эта модель реализации реформы в Гагаузии затронет в том числе необходимость пересмотра межбюджетных отношений. Видите, сколько проблем поднимается здесь. Очень интересует больше расходование тех налогов. Какой смысл собирать налоги в бюджет, когда они потом набирают? Нет, в итоге 19 год 100 миллионов распределили на развитие села, уже дошли до надо побольше. Где логика оплаты этих налогов вообще? Там будет или здесь? Я думаю, в первую очередь нужно, что мы тратим и куда. Вот это важно. Депутат Народного собрания получает больше заработную плату, чем село все. Ну где такое было видно вообще? То есть те депутаты, которые на заработную плату. То есть их сумма зарплаты выше, чем капитальные инвестиции. И в Камрате кап инвестиции 0,7% были в прошлом году. В один год вообще решили, потому что в Гагаузии еще закон 100% депутатов города должны проголосовать, чтобы мы получили кап инвестиции. Такое не существует нигде в мире вообще, только в Гагаузии. Закон, когда принимался, этого в нем нет. Этого не было. Я не знаю, откуда появился, кто автор этого закона, но это самый антиконституционный закон. Давайте 100% депутатов должны проголосовать, чтобы мы оплачивали налоги. Вы же могли затрагивать ваши интересы, по идее, просто к реформе хотел. Будем судиться. Да, пожалуйста, Сергей, я понимаю, что это хотел отреагировать на то, что господин Гусейнов, то, что сказал, я просто, он на самом деле хотел, не хотел, он ответил на несколько важных вопросов, которые мы сегодня, в принципе, поднимали и обсуждали. Один из важных вопросов, на который наверняка мы дали ответ сегодня, это вопрос относительно того,
участвует Гагаузия в этой реформе или нет. И сегодняшний ответ прозвучал нет. Гагаузия не участвует, никто насильно Гагаузию заставляет в этой реформе не собирается. И всякие вот, как бы, спекуляции вокруг вот этого, к Гагаузии кто-то толкает, реформы и так далее, они абсолютно ничем не подкреплены. На всех уровнях есть возможность и предложение, если кто-то из гагаузских сел хочет участвовать добровольно, да. Относительно дальнейшего процедуры нормативного и так далее, участия в этой реформе Гагаузии не предполагается, нигде этого нет, ни в одной реформе. Поэтому, опять же, то есть мы, и вот, собственно, да, господин Гусейнов ответил на этот вопрос, да, то есть мы или остаемся вот первый вариант, да, то есть, и, да, и вот, и никто не наставит на самом деле. Поэтому после вот того, как начнется вот уже нормативная, да, вот там рекламация, вот это объединение и так далее, и было сказано, что Гагаузия уже не успевает в процесс добровольной, как бы, объединения, поэтому все может остаться так, как есть. Вот представим себе, что вся Молдова будет вот примерно в какой-то реформе со всеми своими проблемами и болячками и так далее. В Гагаузии все останется как есть. Второй момент, который сегодня прозвучал, и очень важный вопрос. А отразится ли эта платформа, реформа, повлияет ли эта платформа на Гагаузию? Сегодня дали ответ четкий: да, повлияет. Да, повлияет. Даже если Гагаузия не будет участвовать в этой реформе, эта реформа повлияет. И сегодня были даны несколько примеров относительно того, как, да, и возможно, вот господин примар тоже правильно сказал, мы будем наблюдать со стороны, возможно, будет уже поздно наблюдать, когда мы увидим, что наверняка эта реформа может быть, где, да, даст какие-то серьезные плоды, и мы будем завидовать ходить. Да? Да. И третий очень важный момент, на который мы сегодня вопрос ответили: нужна ли реформа в Гагаузии? И мы ответили да. И сегодня было много сценариев. Виталий дал несколько сценариев. Гусейнов представил несколько отличных сценариев. Вот это вариант третий, который мы сегодня обсуждаем. Да? И он никак не связан с тем, что вот сейчас есть реформы и так далее. Это относительно того, мы будем ждать, наблюдать со стороны еще год, два, три, какие плоды даст реформа. Да, можно ждать. Можем ждать, и потом вот через 3-4 года вернуться на этот круглый стол и говорить: давайте оценим какие плоды сейчас дала реформа в Молдове, давайте подумаем о реформе в Гагаузии. Ну, мое мнение, что мы можем опоздать. То есть в Гагаузии реформу надо уже начинать сейчас, надо о ней думать. Есть время, возможности, может через год-два принять, вот, как говорится, на уровне уже автономии какую-то свою собственную реформу со своими, как бы, особенностями. Тем более уже было сказано, что это есть в законе о высоком правовом статусе Гагаузии. Это четкое, понятное полномочия, да, которые предусмотрены в законе. И уже Виталий представил несколько моментов того, как Гагаузия использовала уже этот закон и использовала это полномочие в том, что касается реформы внутри Гагаузии. Поэтому я думаю, вот мы вот эти важные вопросы, на которые мы сегодня должны были ответить, по-моему, ответили. Это мое мнение. То есть, и, естественно, конечно, мы еще много чего сказали, но вот это, я тоже для себя вот увидел и хотел поделиться. Госпожа Валентина Примар, в первую очередь хочу поблагодарить за такую площадку, потому что сегодня было сказано о том, что в Молдове об административной реформе, как говорится, давно, этот закон был принят в 2023 году, но важно, что сегодня мы, вот как представители органов местной публичной власти, начали об этом открыто говорить в Гагаузии. У нас на сегодняшний день, вот сегодня я просто внимательно слушала каждого эксперта, каждого выступающего. У меня сейчас появилось еще много вопросов. Вы знаете, очень много. Почему скажу? Потому что у нас практически, если так брать, вот бюджет, и коллега подчеркнул, последние 3-4 года бюджет полностью почти 80% уходит на заработную плату. Почему это происходит? Потому что сегодня правительство принимает на своем уровне повышение заработной платы всем государственным служащим и работникам публичной сферы. Но вместе с тем они не задумываются над тем, чтобы сегодня предоставить трансферты на эту заработную плату. Поэтому, если раньше, 4 года назад, у меня уже 3-й мандат, я могла позволить себе за счет бюджета примарей
создавать какие-то гражданские инициативы, то есть практически разыгрывать проекты на уровне своего населенного пункта. У меня были партиципативные вот эти бюджетирования и так далее. То есть сейчас я это себе позволить не могу. В другом контексте беру. Например, вот было сказано, что будут приходить купсы, получать какие-то справки. Может быть, они, да, будут очень мультифункциональные. Но сейчас мы уже ощущаем, что эта реформа идет полным размахом по всей стране. И я, как обычный гражданин, сегодня, обращаясь в Примарию, я мог получить документ, справка, вернее, свидетельство о рождении ребенка. Я могла заключить брак. Я сегодня получила документ, например, если кто-то ушел в мир иной. Сегодня наши жители нуждаются в очень большой поддержке, потому что они за 25 километров должны поехать в районный центр, в агентство публичных услуг и получить этот документ. Да, там есть условия, что это можно получить через интернет, но этим могут пользоваться только молодые люди. Для этого и создаются офисы, да. где обученный персонал, что это сделать. Сегодня, это когда будет, понимаете? Сегодня нужно помочь жителям, потому что сегодня мы крутимся вокруг того вопроса, как ближе сделать качественные услуги для жителей и для человека, который живет в сельском населенном пункте. Сегодня у нас практически нет этих условий. У нас нет условий сегодня подъездных дорог. У нас нет сегодня условий внутри села, потому что мы сейчас обременены тем, чтобы искать, где, как заплатить зарплату. И как бы получается, что нас вынуждают идти в эту административную реформу. Административная реформа на уровне Гагаузии, я считаю, что в первую очередь должна исходить из того, чтобы сохранить статус Гагаузии. Сохранить вот эти 23 села, которые имеют свои истории, и три города, Нет, это понятно, это села не меняется. Реформа сегодня предусматривает, что в данном населенном пункте, где нету более 3000 граждан, нету административного управления. Нет административного управления. Сегодня это административное управление, если отсутствует, то оно должно быть где-то в другом селе или в другом населенном пункте. Как сегодня этот гражданин, который испытывает уже трудности, будет обращаться по той или иной, я не знаю, причине, например, в тот же местный совет того административного ресурса. Это очень много вопросов, очень много вопросов. Ваши вопросы, которые сейчас вы задаете, я прошу прощения, вот те вопросы, которые вы задаете, они у меня были тогда, когда я ничего не знала об этой реформе. Вот, но когда я только чуточку погрузилась, на эти вопросы уже ответы есть. И поэтому мне кажется, вы простите, Инна, конечно, должна ответить более профессионально, но мне кажется, что сегодня все мы говорим о том, что не было обсуждения для того, чтобы объяснить. Вот проблемным можно сделать любой вопрос, если он людям непонятен. Для чего это нужно? Если мы, граждане, не понимаем, для чего нужна эта реформа, примары, если не понимают, не было обсуждений, не понимают, что даст эта реформа и каким образом поможет конкретным гражданам, то тогда очень много вопросов будет всегда. Екатерина Федоровна, сегодня, когда Инна выступала, она сказала, на одного гражданина дается 3000 рублей. Почему нельзя его сейчас дать, чтобы это село развивалось? Почему? Вам ответили. Почему? Почему нету налоговой политики, чтобы эту налоговую политику сейчас довести до уровня? Актуальный вопрос. Почему нету? Сегодня маленькие населенные пункты тоже участвуют в грантах, они тоже сегодня реализуют проекты. Да, они маленькие для этого населенного пункта, но они сегодня там, где примар сегодня работает, он старается это сделать. И сегодня, как коллега заметил, услуги, которые мы осуществляем для наших граждан, они более доступны, чем в этих больших административных центрах. Они дешевле, вы имеете в
Они дешевле. Дешевле. Давайте послушаем ответ Инны на ваш вопрос, он все-таки важный. Мне хотелось бы уточнить несколько позиций из того, что мы обсуждали. Я, конечно, профессионально ответить не смогу, потому что я не правительство или у меня нет этого мандата. Но я из своего опыта работы на местном уровне с примарами. Во-первых, налог после 28 года, это получается после реформы, да, это как, да, это... А почему не до? И мы уже сегодня... Я на это не могу ответить, но правительство думает насчет этого из того, чего на местном уровне примары просят. Это получается, сейчас это не существует. Это видение правительства. Первое. Второе. Насчет КУПС. Вот смотрите, правительство дает, я не смогла показать, правительство дает 3 типа стимулентов. Первый стимулент, вот где-то, если там стандартно идет 400 тысяч лей. Если больше примарий, там 600 тысяч. Например, как если больше примарий, больше населения, там где-то 600 тысяч лей. Что случается с этим стимулентом? Вот когда мы вот общаемся с примарами, они понимают. И, например, вот в Грузеш, там 4 примарии, они соединяются, и они подумали, было бы хорошо открыть вот эти купсы из вот этих денег. В агенции гувернария электроника есть стандарты, что надо, как надо. И они вот эти деньги, которые правительство дает на экспертизу, например, да, вот, но потому что есть партнеры, которые могут, ну, конечно же, не 400 тысяч лей на это, но есть партнеры, которые предоставляют возможность экспертам помочь в этом процессе. Правительство эти деньги дает возможность их использовать либо на актуализацию каких-то проектов. Например, чтобы ты смог сделать дорогу, тебе нужен технический проект. И у некоторых населенных пунктах они давно были разработаны, их нужно актуализировать. Вот. В том числе на это можно использовать эти деньги. Но на КУПСы будут очень многие населенные пункты, которые хотят вот именно вот эти КУПСы открыть. На данный момент КУПС, там где есть КУПС, я не знаю, если есть у кого-то тут КУПС из примаров. У кого нет? Нет. Вот эти КУПСы на данный... Да, на данный... по дороге нет, поэтому нет. Нет, но это не так. Есть КУПС, который работает... Хорошо, единое, хорошо. Вот если этот КУПС на данный момент, вот Лёва, когда перешла через вот этот процесс, на данный момент КУПС давал то, что дает ОСП, сервичный. Да. Вот на данный момент UNDP, я знаю, что есть партнеры, которые работают на том, чтобы внедрить локальные местные сервичи, эти справки все, которые на локальном уровне выдавала примария, чтобы они могли быть интегрированы в национальные сервисы, услуги. Дальше. И еще один интересный пункт, что тоже вот в населенных пунктах люди, когда формируют эту новую примарию, они часто просят деньги на то, чтобы сделать дорогу между селами, между населенными пунктами. Вот это тоже есть как приоритет. У них есть водоснабжение, канализация, где возможно, где нельзя. Да, там есть разные модели предоставления таких услуг. И вот в Кантемире мы были, тоже разрабатывали видение. Там они захотели создать, сначала они не хотели создать какую-то муниципальную услугу, да, для всех. Потом, по мере того, что мы встречались, мы узнавали, мы разрабатывали эту общую стратегию, они захотели даже мультифункциональный создать учреждения для того, чтобы проводились культурные, спортивные и для молодежи мероприятия. Это все есть село. Это все есть для каждого заработную плату, которую сегодня повышают. Для каждого села. Но это не вам вопрос. Да, это не вам вопрос. Я пыталась ответить насчет того, что мы на местном уровне, что мы видим и что из этого получается.
Но новая модель. Но меня беспокоит и то, что да, мы сегодня обсуждаем здесь реформу, да, и разные варианты, которые предлагаются экспертами, как людьми, которые вникли в суть этих вопросов и могут что-то предложить. Вот как правильно, очень, мне кажется, хорошо подытожил господин Яковлевич, есть несколько вариантов, мы вот все их тут слышали, люди, которые будут смотреть это видео, тоже их услышат. Вопрос, который вы задаете, госпожа Кайко, понятное дело, что вот таких вопросов, вот таких, которые вас волнуют. Где деньги? Ну, слушайте, у нас в Гагаузии есть власть. И с этой властью тоже надо говорить. И с этой властью надо обсуждать все вопросы, которые есть у первого уровня власти, у второго, для того, чтобы у Гагаузии был какой-то концептуальный подход к тому, что если повышаются зарплаты, у нас нет денег. Ну, допустим, наверное, да, вы правы, я допускаю, что у сел нет денег. Не только, наверное, у сел, и у городов, может быть, нет денег покрыть эти расходы на повышение заработных плат. Но если нет вообще никакой коммуникации Кишинев и Камрад, то эти вопросы долго будут оставаться закрытыми. Вернемся к вопросу. Да, уважаемые... И к подытоживанию, потому что у нас уже тут как время, раз 3 часа работаем. Подытоживание мнения Народного собрания, мнения властей Грузии по этой реформе, конечно, я не буду полномочия говорить от имени властей Грузии, но единственное, что я хочу отметить, что благодаря проекту «Семья» мы месяц назад, действительно, господин Петрович уже об этом говорил, когда эксперты представили очень хороший анализ по этой реформе. И самое важное, чтобы мы сегодня не ушли отсюда опять с какими-то обманутыми ожиданиями. Потому что я в корне не согласен с Сергеем, что Грузию эта реформа не коснется. Эксперты тогда посоветовали, чтобы Грузия, учитывая тот хаос политический, который у нас происходит, потому что без Народного собрания невозможно объединение населенных пунктов. Исполнительный комитет у нас тоже занят, не работает, скажем так, мягко. Поэтому я написал обращение в адрес депутатов Народного собрания, в адрес исполнительного комитета, в адрес примаров населенного пункта, что Гагаузия должна выйти с ходатайством в адрес правительства с просьбой дать юридическую отсрочку Гагаузии в этой реформе, потому что мы за месяц не успеем ничего путного предложить, не свою реформу предложить, не участвовать в той реформе, которая проходит, но в то же время Гагаузия возьмет на себя часть обязательств. Первое – это в эту паузу, которая будет предоставлена Гагаузии, разработать собственную стратегию этой реформы, как она будет происходить в Гагаузии. И второе, Гагаузия предложит механизм диалога между правительством, примарами, экспертами, чтобы в Гагаузии вот эта реформа была адаптирована мягко под национальную реформу. К сожалению, прошел месяц, не отреагировали власти на мое обращение. Возможно, вот вчерашняя встреча в исполнительном комитете это какая-то реакция на то, что происходит. Но тем не менее нет никакого официального обращения в адрес Кишинева, а время, я еще раз напоминаю, я закончу мысль. Мне казалось, что Гагаузия должна написать общее обращение всех властей, и примаров, и исполнительного комитета, и представительного органа о том, что попросить Кишинев дать вот эту нормативную отсрочку. Теперь возвращаемся к моменту, о котором говорил Сергей, которым я, к сожалению, не так оптимистично настроен. Действительно, Гагаузию, как территорию с особым статусом, реформа не касается. Она и не касается, не имеет отношения к автономии. Она имеет отношение к местному публичному управлению первого уровня. Меньше 3000 человек с 1 августа 2026 года в Республике Молдова не должно быть населенных пунктов, потому что их начнут объединять не добровольно, а директивно. И в Гагаузии 15 населенных пунктов и еще два под вопросом Тамай и Чешмикэ, потому что там буквально на уровне 3000 населения. Скажите, пожалуйста, как, во-первых, наши населенные пункты лишаются этих 3000 на одного жителя, потому что они добровольно не объединились. Это первое. Второе, как они будут участвовать в проектах и международных, и национальных, потому что государство не будет давать инвестиции там, где меньше 3000. И это еще лучший вариант. Я боюсь, что государство просто объединит нормативно, в том числе населенные пункты в Гагаузии, потому что для автономии ни в каком документе нет исключения, что 3000 кроме Гагаузии. Нет, это национальный критерий для всей страны, включая Гагаузию. И последний момент, который я хотел сказать, я имею честь быть частью семьи местных сообществ КАУ. Это, наверное, один из лучших институтов, который представляет местное публичное управление, в том числе на международном уровне.
Мы часто с ними встречались, в том числе на Конгрессе местных и региональных властей, и мы проходили через разные этапы, в том числе через период, когда был Влад Плохотнюк, Влад Филат, другие руководители. И эти люди, я имею в виду Калм, прежде всего Виорел Фургуй и госпожа Бадан, они всегда защищали местную демократию Молдовы. Защищали, даже рискуя своей свободой. Они не знали, прилетят они со Страсбурга в Кишинев, их арестуют или нет. Потому что вы помните, что и примаров задерживали в определенное время, и было очень большое давление на руководителей местных властей. Эти люди рисковали и защищали местную автономию. Так вот, эта реформа, которая сейчас внедряется, она внедряется без Калма. То есть главный институт, который имеет институциональную память, профессионализм, который объединял больше 700 муниципалитетов Молдовы, они в реформу не включены. Кто разработал вообще эту реформу? Кто эти эксперты? Это те же эксперты, которые в Латвии внедряли или в Албании. Так там люди плачут, там местная демократия умерла после этой реформы. Не будет ли этого и у нас? Потому что это не механика и арифметика, плюс-минус, получилось больше денег. В населенном пункте есть примар, которого выбрали люди. И это и есть местная демократия. Предлагает примара заменить неким представителем. А этот представитель кого будет представлять? Вот этот самый главный вопрос. Не в цифрах 3 миллиона, 3 тысячи или что будет. Не в этом вопрос. Сам институт местной демократии будет под угрозой. Поэтому реформа должна быть, но она должна быть... Она должна быть спокойной, она должна быть институционально подготовленной, в нее должны быть вовлечены местные сообщества, в нее должны быть вовлечены ученые. Сегодня господин Полихович о чем говорил, я думаю, что и в правительстве об этом не все понимают, те, кто эту реформу продвигают. Поэтому в этой реформе очень много рисков, и в конечном итоге может пострадать человек. Но Гагаузия не должна саботировать, не должна просто все отталкивать, мы должны в это вовлекаться. Но нам нужен юридический период для того, чтобы мы вообще разобрались, что с этой страной происходит с политической точки зрения, а потом уже вовлекать в реформу. Спасибо большое. И давайте подведем черту. Я понимаю, что сейчас тут нельзя, как раз тот случай, когда каждый высказал свое мнение. И мне кажется, это тот случай, когда нельзя сказать, что есть какое-то решение, но, собственно говоря, мы не ради решений сюда собирались, потому что, повторимся, это, возможно, первое такое обсуждение этой реформы с учетом мнений экспертов, которые работают и в Гагаузии, и эксперты, которые в Кишиневе работают, и что-то... Нет, я имела в виду сейчас... Первое обсуждение, которое мы делаем как организация, инициативная группа. То есть это инициатива не какого-то государственного института, не примарского корпуса, не депутатов, не исполнительного комитета. Мы почему за это взялись? Потому что, понимаете, когда граждан что-то волнует, это означает, что здесь недостаточно что-то людям объяснили. Мы отреагировали как инициативная группа на эту проблему только поэтому. Когда граждан начинают пугать тем, что нас объединят, лишат примаров, так это будет или не так, никто не знает, это означает, что здесь есть пробел. Людям не до конца объяснили. Я позволю себе на правах организаторов этой встречи сказать вам всем и каждому огромное спасибо. В первую очередь я хочу поблагодарить и госпожу Инну с организации АДЭПТ, и господина Игоря Бацан. Да, Инна правильно сказала, он сегодня не присоединился к нам, но очень признательна господину Бацан, что всегда откликается на любые вопросы, которые мы хотели бы как инициативная группа обсуждать. Искренне благодарим вас и господин Никольчин, господин Полихович. Огромное вам спасибо, что сегодня, да, для вас надо было найти время, чтобы из Кишинева приехать сюда, чтобы вот в таком кругу это обсудить. Но поверьте, что без вот этих ваших объяснений, обсуждений, без ваших сценариев, вас, профессионалов, тут не разобраться просто. И, конечно, мне кажется, что я сегодня переполнена тройной благодарностью господину Кюркчу и господину Гусейнову, потому что это люди, которые точно знают, как работает местная власть. Это люди, которые работали не один год в местной власти, в исполнительной власти. И зная изнутри, мне кажется, что вот ценно вот в таком кругу, вот в таком тоне, как сейчас, с вопросами, с категоричными, с критичными, в конце концов, да, обсуждать и прояснять эту историю. Еще раз спасибо.